Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Day подкаст. Мы в своем классическом историческом сборе. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум, Баршалар Найза. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Обновленный. И Дидар Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. Сегодня постараемся вам выдать всю правду по поводу Шавхата, с кем он будет драться и когда. А перед этим обязательно подпишитесь на нас, напишите комментарий и нажмите лайк или дизлайк по желанию. Вам, не сложно, а для нас это круто. Ну и, конечно же, у нас огромное количество соцсетей, в которых мы для вас вещаем ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Это и наш YouTube-канал, это и наш Instagram, это и наш TikTok, это и наш сайт, на котором огромное количество всяких разных активностей для наших дорогих подписчиков. Ну и, думаю, после этих слов мы начинаем. Да, давайте что там. Инсайт слушаю. Ага. Шавхата. Окей. Пока говорите. Может, нам пока UFC тогда обсудить? Да, в принципе, прошел UFC. Мы начинаем обычно с UFC. UFC в Канаде. И, честно сказать, это тот UFC, на который, мне кажется, можно было спокойно не просыпаться, потому что прям каких-то больших событий, больших боев на нем не случилось. Из интересного потерпела поражение Роуз Намаюнас, экс-чемпионка UFC, и подрались второй и третий номер UFC, Альбази и Морено. Морено победил, причем победил уверенно. Кто-то смотрел, кому-то есть что интересного про турнир сказать? Я посмотрел бой. Посмотрел только Морено против Альбази. И, Морено там очень хорошо себя показал. Почти в каждом раунде в нокдаун стоячий отправлял Ламира. Такой классный бой. Больше добавить нечего. Мне было интересно, почему они длятся все 5 раундов. Как будто бой претендентский получается. Главный бой вечера, поэтому 5 раундов. Да, в том плане то, что это титул на кону не стоит. Непонятно, будут они драться за титул или нет. То есть победитель. Главный бой вечера всегда 5 раундов. Да. Я понимаю это. Потому что 5 раундов чувак пробился и, возможно, даже не получит шанс подраться за титул. По сути, это второй, третий номер, скорее всего, они действительно, победитель Морено получит возможность такую. Просто Альбази еще шел тоже на серии 6, по-моему, побед. В принципе, ему тоже уже пророчили титульный бой. Но вот Морено, который уже там и был чемпионом, и много раз пытался вернуть себе пояс и забрать пояс, он, мне кажется, тоже опять заслужил очередную попытку. И, конечно же, это снова говорит о кризисе. Да, UFC, дивизиона, высочайшего веса. Да. А ты говорил, у тебя есть тоже какие-то теории по поводу... Прослушал инсайт про Шавхата. Инсайт про Шавхата. Дальше мы о нем поговорим. Давай по поводу наилегчайшего веса еще. И Асу Алмабаева, второй, третий номер подрались. Вот смотри, история, мир тесен. Альбази в 2012 году боролся с нашим ахтовским парнем, который дрался в первой нозе, Фердовси его зовут. Федор его там дома называют, азербайджанец по национальности, но ахтовский пацан. Очень хороший, крепкий парень был в свое время, в 57, но приостановил, не стал дальше форсировать. Но вот его соперник, с кем он боролся в финале или за, кажется, выход в финал, что ли, чемпионата мира по грэпплингу. Грэпплинг, который входил раньше в Федерацию Панкратиона, Сагандагай, где президент. Вот в этой версии этот Амир Альбази стал чемпионом. Тогда, в 2012 году. И после этого где-то через 3-4 года, или в 17 или 18 году он попал в UFC. Сейчас он третий рейтинг UFC, да? Круто, да? Но я больше чем уверен, что Асу... Я знаю уровень Альбази. Он проиграл, кстати. Он сейчас третий номер. Я думаю, Асу надо с ним подраться. Асу его выиграет. Однозначно бьются. И станет третьим рейтингом UFC, потом уже титул. Как мы и говорили, конец следующего года. Единственное, что кажется, в этой паре довольно будет скучная картина боя, потому что оба грэпплеры, и будет прям очень много завязок в борьбе. Про кого ты говоришь? Почему? Асу и Альбази. Асу Алмабаев прошлый бой свой в стойке почти весь провел. Асу хорошо бьет. И, знаешь, да, вот он правильно говорит, и практически не боролся. Да, тот ставил защиту против Асу, но при этом, при всем... Асу и ногами хорошо пинает. Мы это видели в первых его поединках UFC, помнишь, да, там? С разворота. Да, и руками хорошо бьет. И с разворота, и маваш у него был, и руки, апперкоты были хорошие. Вот он таким же апперкотом уронил вот этого соперника своего, как и этого, Кая Калинкара, помнишь, на Найза. Такой же апперкот был такой красивый. Я думаю, Асу нужно драть. Конечно, Асу, наверное, хочет и с Брэндоном Морено подраться, и с чемпионом подраться. Но для такой... планомерного, да, как бы говорится, взрастания в дивизионе ему нужен, наверное, Амир Альбази, а потом уже чемпионский титул. Седьмой рейтинг UFC Асу сегодня. Вот и мечты сбываются. Да? Кстати, тоже можно в этом ключе обсудить. После победы Асу уволили
Николау, да. Хотя он при этом был в топ-15. Вот. Достаточно редкая история, чтобы парни с топ-15 увольняли. Ну, во-первых, наверное, он был 7-м рейтингом, дрался с 14-м. Асу только ворвался, они наблюдали за Асу и наблюдали за тем пацаном. Раз он ему так особо конкуренции не дал в 3 раундах, это, наверное, первая причина. А вторая причина, скорее всего, это медийность какая-то определенная. Есть парни с европейских стран, вроде бы там для нас распиарены, но их у себя в стране реально никто не смотрит. А надо отдать должное нашим фанатам, действительно, казахстанским. Сула сейчас не даст соврать. Действительно, под постом Дана Уайта там, или UFC никто так не газует, как наши. Это надо отдать должное. Вот сейчас Узбекистан тоже начал в этом плане подсоединяться, да, заметил? Под своими бойцами они прям жестко атакуют. Ну и, кстати, Таджикистан тоже вот. Ну да, Таджикистан. И вот, чтобы там, допустим, не продавали бы, да, UFC, если даже здесь они подписку или там PPV не продали, но хотя бы активность получают. Почему сейчас так очень сильно активно, прям акцентированно развивается этот канал Евразия, да, UFC Евразия? То есть какую-никакую медийность они здесь приобретают очень сильно большую. К слову, про фанатов. Мне нравится, когда Билал слетел, наши фанаты просто налетели на его Инстаграм, там, ты испугался и так далее, и так далее. Я в шоке, да? Да. Сула, ты что-то готовишь? Ни одного слова? Нет, я вас слушаю внимательно. Внимательно вас слушаю. Здесь, братан, каждую неделю в понедельник на СД подкаст. Ты здесь не слушать должен, а говорить, братан. Кстати, сразу спойлер. У Сулы есть очень много чего рассказать про Инсайдер. турнир, на который он ездил, Дала Файтинг. И мы ждем, да, что Инсайдер. купит ману. Да, ну там же это... Вот, По очереди, да? Виктория можем же- написала 5. Не, подожди. Вот мы после того, как Сула побрился, ну, стал лысым после спора со мной, ассалам алейкум, да, после спора со мной, мы увиделись первый раз на подкасте, на ЗД. Вообще первый раз мы увидели. Мы после после этого с тобой турнира не не- видели. Прошлый же мы. ты не был, да? Нет, не был. Я в прошлое уехал же. А я в Абу-Даби был. Ты в Абу-Даби был, я тоже по работе. А, был Жандарбек, точно. встречу, да. Шардарбек и Роман был. Встречу ушел. И что я хочу сказать? Сула, как вообще, ну, спорить со мной? Что значит как вот спорить? Ну, вот, не, ну... Как проигрывать? Нет, я имею в виду, когда ты спорил, ты предполагал, что ты можешь проиграть? Ну, ты же помнишь, что я не сразу соглашался? Что я еще говорил тебе, у меня же есть iPhone. Я примерно понимал, здесь можно попасть, блин. Там может быть хорошие условия для этого. Как же его, господи? Хейбати. И он, возможно, может сюда прискакать. И он прискакал. Ну, ты рад? Бой тебе понравился? Бой? Мгм. Ну, Фаниль победил, конечно. Нет, Я рад. понятно, что победил. Вообще, в целом, вот эта энергетика, выход. Бой же это не только про бой. Вообще, мне, если честно, да, я предполагал, что может все закончиться, но я почему-то думал, что так и было, в принципе. Хейбати в начале раундов там вложится и постарается уронить Фаниля. Потом Фаниль встанет, он доработает, но если не станет, было бы опасно для Фаниля. И вот этот локоть во время клинча, да, который там рассек между глазами Фанилю, вот он, я так посмотрел, он и такой основополагающий был. Потому Собрался что- Фаниль, да. собрался Не тогда. то чтобы собрался, Фаниль понял, что рубиться с ним нельзя. Фаниль понял, вот и это вот да. удушение, когда ты видел, что удушение делал Фаниль? Нет, Когда его ты коронка же. Коронка? С кем? На тренировке? Да. В боях-то не делают же. Ну, В всё боях равно. это вообще там за Он ее прям и точил. последние его несколько боев это впервые, это раз. Во-вторых, когда ты видел, чтобы Хейбати ловился на удушающий? Сабмишном проиграл. Нет, для меня вообще не удивление. Все своих 5-6 боев. Не, но я к тому, что никто не думал, что бой закончится именно так. Все предполагали нокаут, добивание там, и так далее, но при этом при всем. Ну, вот он, да, Хейбати приехал, Мне конечно. кажется, вообще это, знаешь, Пришлось побриться. причина, по которой как раз Хейбати приехал на турнир Найза. Чтобы побриться. Да, Побрить, чтобы да, побриться. Он же еще там в этом, где мы разместили же вот это, Гостиница? в этом, когда мы пошли же, вот это, постригли же меня. Да. Мы же эту тему в Рилс закинули. Да. Я видел, он там написал, ну хотя бы здесь я победил. Типа, блин. Не, на самом деле неплохой пацан. Молодец. Да, он удивил, на самом деле, Да. тоже, скажу. Вот. Но просто зная другие его какие-то ипостаси, то можно сказать, что здесь он себя хорошо проявил, а где-то и плохо себя проявляет. Ну, бывает. С кем? Разносторонне. Виктории он прям очень понравился, прям, она столько мне дифферамп про него. И он и такой, и сякой, как ты можешь, как ты смеешь думать о нем плохо. Я даже в какой-то момент там испугался, честно сказать.
Вот что ты скажешь по поводу срыва боя Шавхата Рахманова и С Беляля? Билалом я джентльмены, джигитеры, пацандары. Можно ты будешь говорить, а я буду кушать? Сейчас, надо же слова сказать. Во-первых, знаешь, есть же пирамида Маслоу известная. Да. А это была пирамида меда. Это, не, Калхан, пирамида Калхан у нас здесь. Пирамида спрятана Калхан, ложь. да, Я пирамида. прям- Это да. у меня просто это... Ценим. Да, у меня просто, смотрите, ребята, после 2 я кушаю. Я тоже, братан. Я сюда да? пришел Ты тоже на голодным, интервале? братан. Все, тогда вот тебе. Это пожалуйста. чё, Ты скажи, чего? какие... Ты Общение, просто братан. так раздаешь какие-то вкусы, что... Смотри, вот этот вкус, который я себе взял, это пальмовая пыльца. Чем полезна пальмовая пыльца? Чем? Во-первых, это мед изначально. То есть это... Ну, мед это мед, да? Он и в Африке мед. Мы про мед Экскременты пчел. про мед можем говорить. Как бы в любом случае не переговорим его все свойства. Пальмовая пыльца – это иммунитет, это крутое пищеварение и много-много чего полезного. Обязательно попробуйте вот этот халхан, если увидите где-то. Я думаю, на вкус он вам обязательно понравится, и результат вы тоже оцените. Знаешь, я вот все это время сидел, ждал, у меня на столе 3 стоят. Я жду каждый день, в день по 2 ложки с каждого пробую, и жду каждый день, когда наступит время моего, как говорится, заканчивается интервал, и можно будет кушать. Сулу только 2 ложки, братан. А, серьезно, что ли? Да. Имей в виду. Примечание. Ты чё? Не, ну это я так. Вообще, я скажу историю. У меня по вечерам обучение Рядом? после... Да. Обучение по вечерам. Я после работы... Как работа заканчивается, Можно кушать и я кушать. беру 2 ложки, выходя, именно вот этого фита, и он меня прям заряжает. Я иду потом, 2 часа Он учусь. очищает же. Не знаю, он мне жесткий прилив Этот можно сил нельзя? дает. Или Не, попробуйте, можно. Только немного, братан. И нужно водой запить, Ты кстати. же не женатый? я? Да. А это поможет найти жену? В смысле, что, если я съем, я обязательно Этому женюсь, тоже. да? Я думаю, что любому женюсь. Виктория уже- Не буду. Этому тоже поможет. Говорит, давай, съешь ложечку. Не, вкусно, реально. Очень. А вот этот Я первый раз пробую. с спирулином пробовали? Кокос и спирулин. Вкусно. Ананас, кокос и спирулин. Вообще крутой. Я тебе говорю, с удовольствием ем. Блин, если бы еще платили за это, вообще бы, блин, да, можно было говорить. А так вот чисто за его свойства, бесплатно, хочется сказать, прям крутой калкан. Нам вообще за это будут платить? То, что Не, мы не так будут, жестко это братан. самое? Не будут. Но ты должен заплатить будешь. Она 7 тысяч банк стоит. 7 тысяч банка? Отказал. Он без сахара? Со спирулином, да, очень вкусно. Да, без сахара. Я просто не ем сахар, а мед ем. Тебе нравится? Вот это попробуй, брат. Сказали же 2 только можно. С этим. А, Ими с крышкой. Сейчас у меня пусть. Попробуй. Очень вкусно. Прикольно. Ну что, А где купить его можно? Минута рекламы закончилась. На сегодняшний день вот это одни из наших партнеров. Но знаешь, вот именно этот продукт хочется рекламировать и рекламировать. Почему? Потому что он реально помогает защитить здоровье человека. Это у него есть такой девиз, слоган: надежный щит для вашего иммунитета. Где заказывать? Калхан, кстати, переводится, знаешь как? Щит. Вот. Серьезно? Я наугад сказал. Щит. Вот. Щит. Мое знание казахского. Где купить? Обязательно под этим роликом мы напишем телефон. Приобретайте его оптом и в розницу. Хорошая цена, хороший продукт, качественный продукт, самое главное. И самое главное, сделан в Казахстане. Это, наверное, самое крутое, что я пробовал за последнее время, сделанное в Казахстане. От меня еще рекомендация. Запивайте водой саура. Да, ну, сам 2 ложечки съели, однозначно. саура. Не, ну так и получилось же. Кушали ложками, запивали водой. Сула, твой вердикт. Миша, банки оттуда чуть поставь. ну вы же вырежете. мой Нет, текст. по поводу меда? Да. А что? Что плохого? Ну, все, я не знаю, но это специфичный мед. Специфичный. Я немножко к другому меду привык. К какому? Вот если бы не дали попробовать, я бы никогда в жизни не сказал, что это мед. Да? Такой Да. вкусный, да, прям, да? Он другой вкус. Да. Ну вот, конечно, другой. Типа не заплатили тебе-то из-за этого? Ну, баночку тебе дадут, 5 домой заберешь. Так, баночку или 5? 5. Ладно, друзья. Окей, давайте по поводу Шавката. Действительно, бой с Билалом отменен. Бой, который, мне кажется, для Казахстана был очень важный, потому что это была возможность провести первый титул. То, что важно, супер-супер важно. Это история была.
Да, и теперь, во-первых, непонятен статус вообще боя следующего Шавката. Не факт, что он будет за временный титул. Вообще не факт, что он будет, хотя не Шавкат факт. остается. Только что разговаривал Давай расскажи, да, о чем ты с Аятом разговаривал. Абдрахмановым, менеджером. Прям перед подкастом я написал ему сообщение, у нас с ним другие тоже переговоры были. И вот касаемо Шавхата, я хотел узнать, почему, что сейчас команда Шавхата Рахмонова, в том числе и менеджмент, они настаивают над тем, чтобы у Шавхата все-таки был титульник, хоть и временный. UFC не хочет давать титульник временный и говорит так, что типа, ну, вчерашние слова этого, как его, Беляля, типа он же ненадолго ушел. Ну, действительно, 3 месяца, по сути, он не то чтобы там год. А максимум буквально там, ты правильно говоришь, на 6 недель пропадет, и при этом, при всем, короче, как бы отдавать титул там Шавхату. А менеджеры Шавхата, они настаивают над тем, что типа вот он первый претендент, что обязательно нужно проводить не претендентский, а титульный бой, хоть и за временный. И я так понял, что там идет не намек, а конкретный переговор по поводу Усмана. И Усман уже бой назначил. Нет, не Усман. Сейчас Усман. назначили... Янгари и вот против этот Бакли. соперник Бакли, да. Слухи ходят, что Усману сейчас дадут бой против Яна Гари. Ой, не Яна Гари, Дала Мадлена? Делла Мадалены, да. Ну, у Маделена все еще, напомним, да, травма, и не было информации какой-то, что он уже вышел с Да. реабилитации. Сложно быть, да, вот сильным, да, скажи. Никто с тобой драться не хочет. Не, ну тоже, что значит не хочет? Опять же, там Шавкату тоже, я думаю, не хочется драться с Камару, потому что ему хочется драться за титул. Он действительно заслужил его и стоял уже у титула. Камару на 3 поражениях подряд находится сейчас. И, по сути, победа над Камару Усманом, она ничего не даст. Плюс они и так с Камару Усманом вместе там в одном лагере тренировались долгое время. Поэтому, ну, для него, действительно, для Шавката это невыгодный бой совсем. Победа ничего не дает, поражение очень много теряешь. Ну, тогда более логично было бы, да, Шавхатом, если за временный титул только с Эдвардсом ставить, да? Ну, И с потом Эдвардсом тоже непонятно. победителем обратно с Белялем, да? Прикольно было бы вот как раз с Яном Мачадо Гэри, потому что он типа непобежденный, непобежденный, Ну да, я два тоже вот за парня. это. Я тоже за это газовал, но его же поставили с Бакли. Бакли, да. Ну, то есть понятно было, что уже... Грустно немножко, потому что настолько уже было близко вот это вот прям какое-то большое такое событие для Казахстана, и в итоге теперь еще... Ну, мне кажется, и Говорим, без что титула этот бой, ну, конечно, хотелось бы титульный, но если даже без титула будет, Шавхат в любом случае все будут на пределе смотреть за этим. Просто его как бы по рейтингу не продвинет. То есть вот ничего не даст бой. Победа ему ничего не даст сейчас. Ну, нет, почему он может стать вторым или там первым. Ну, в смысле, он и так, типа, все, ему уже обещали титульный бой, он и так... Потолок, да? Да, ему... Ну да, первый претендент. Смысл, да, вот просто... Главное, чтобы он там не травмировался, ничего, то тоже там бой это есть бой, ты можешь там и руку травмировать, и ногу травмировать, но опять на год вылететь. Ну, вот давай будем сейчас мыслить, как мыслит Дана Уайт. Ну, и в целом UFC. Они смотрят. PPV они с Усманом и Шавхатом, скорее всего, так не особо продадут. И Усман такой молчаливый, и Шавхат молчаливый. Если там Усман Хамзат, это было как-то весело, да, за Хамзата там все-таки европейцы там и многие-многие другие. И он такой, ну, интересный, да. Ну, я не скажу, что не интересный Шавхат, но PPV, наверное, сложно будет продать Усману и Шавхату, да? Как думаешь? Усман Шавкату, да, наверное. Ну, Гэри- рекордов Гэри. точно не будет. Да и у Гэри тоже рекордов не будет. Не, Ян Гэри, он чуть-чуть бы как бы дал бы активность. В любом случае, то есть, если титул не стоит на кону, это уже как бы меньше намного. То есть, вот этот турнир не так интересен становится, потому что титул не на кону. Вот даже я про себя скажу, я же хотел получить визу вообще в Америку, полететь на бой, потому что, ну, действительно, я понимаю там по просмотрам, что там бой титульный Шавкат – это одно, а рейтинговый бой Шавката – это другое. То есть я там не соберу столько там просмотров на турнире, поэтому я сейчас вот думаю, уже ехать или не ехать на турнир. Даже на визу подаваться стоит. Поедешь? Куда? Ну, если вот в этом Ну, году. если Шавхат в карде будет, Хотя наверное, бы хотелось бы скорее знать вообще, с кем он будет, потому что, да, конечно... Шеф. Непонятно, там, получается, будет другой главный бой вечера или не будет. Если это будет бой с Шавкатом, то тогда с кем? Вот эти вопросы. И, по идее, там и возглавить этот турнир, по сути, некому. Конец года. Все уже отбились, все подрались. Свободного боя как будто даже нету, чтобы турнир этот возглавить. Ну, может быть, это и лучше для Шавката, потому что если он еще Да. и не возглавит его, то это совсем будет грустно. То есть, если он будет соглавным, нету титула на кону, то вообще... Главное, там дальше поставили сейчас какой-нибудь женский бой за титул, тогда вообще будет
минусовой турнир. Вот, а так, конечно, грустно. Вика напряглась. Сула, какие-то есть у тебя инсайды по поводу того, кто все-таки будет соперником? Да фиг его знает, никто не в курсе же, ребят. Я, как У тебя же и были говорил, инсайдеры какие-то, братан. Постоянно, в постоянно этом году что-то... Билал. Я вам говорил, что в 25-м году он будет биться. Кто? Билал. А он в Ты не 24-м. Белял, ты Шавхата говорил. Не, ну в итоге, кстати, Сулин инсайты подтвердился. Да, он говорил, да. Я даже теперь догадываюсь, кто травмировал палец Билалу. Инсайдер Сулы, да? А вы слышали, что Шавкат сказал Ради дела. на эфире, что Билал... Тапуры, об этом тоже можно обсудить, что Билал постит фотки старые, а на самом деле он не травмирован. А, кстати, Вот я насколько почитал. вот это вот самый главный вопрос, кстати. Шавхат так сказал? Да, да. Насколько вот Серьезно? вы верите в то, что вот такая тема с Билалом, это раз. И во-вторых, насколько это инициатива только одного единственного Билала? Нет ли там вот сговора с самим UFC? Вот сделать вот так вот. А зачем они И анонсировали? все это не, тогда? ну, как бы вот, нелогично. вот, а вдруг? Знаете, а вдруг? Вот. ребята, я скажу вот так. Может быть, что в этой игре, скорее всего, Шавхат не в курсе всего. А Беляль и Дана, скорее всего, знают это. Но Вот я для про это чего, говорю. Для чего это делается? Не для того, чтобы избежать боя. Для чего это делается? Не для того, чтобы избежать бой, а для того, чтобы Скачать? раскачать бой. Сейчас мы там газанули, там наши эти, как его, фанаты взбудоражены, почему так, да, все там заходят в Инстаграм Беляля, надо замерить, кстати, сколько у него отписалось и подписалось. После вот Я не думаю, что это изменилось, если честно. да? Просто не знаю, в принципе, это бой так ждали. То есть, я не знаю, что еще тут раскручивать. Билал... Его ждали мы. Не, да Давайте вот нет. так вот. Его ждали Не, мы. правильно Вот говорит. я не согласен с этим. Вот, ну, я просто, например, постоянно сижу в американском твиттере. Ты всегда не согласен же, Миша. Ну, это нормально. Я сижу в американском твиттере, и Шавкат реально, ну, его любят за образ. Американцам он реально прям вкатывает. Им очень нравится, что он там, ну, постоянно в Ну, шапке. это смотри, Михаил, про каких ты говоришь американцев? Про блогеров и журналистов? Ну, ММА и Твиттер, да. Ну, всё-таки А Билала, наоборот, типа, американская публика не любит. И им было прикольно, что, типа, вот сейчас там у Билала заберут титул. Поэтому, не знаю, мне кажется, что этот бой, в принципе-то, ждали. И он обсуждался. Он был интересный. Просто вот такое событие грустно немножко случилось. Ты просто, скорее всего, говоришь про искушенного зрителя, Ты- а не про большинство. Нам тоже может нравиться какие-то поединки, какие-то бойцы. Но это нам. А кому-то нравятся совершенно те, которых мы вообще не считаем. И их большинство. Однозначно я знаю одну вещь. Не буду говорить, кто сказал. Изначально Билал не хотел драться с Шавхатом. Вообще. Не из-за того, что он его боялся и так далее, и так далее. А я понимал это так, что типа Шавхат очень сильный, ну, опасный соперник. Ну, еще и как бы много за него не заплатили. Я так понял. Вот в это я поверю, брат. А вот то, что Билал типа боится, то, что он, короче, сильный и проиграет, которая сейчас вот эта вот инфа, вот она активна. Я в это вообще не верю. Не, ну понятно. Клянусь, В вообще не UFC же верю. нет такого, что, типа, за Шавката много заплатят, ой, за Шавката там меньше заплатят, за этого больше заплатят. Ну, в UFC у них контракт, у них нет такого, что тебе на этого больше. Там же отдельные переговоры идут, договариваются. В любом случае, когда будет, смотри, когда эти все условия пересматриваются, когда уже разговоры идут о титуле, и там, допустим, ему дают соперника, там, ну, нереально медийного. Да. Вопрос же к чему идет? Вопрос привязки к PPV же идет. Допустим, если ты, ну, давай возьмем Конор и этот, Хабиб. 2 миллиона 400 раз купили PPV. В истории ММА это впервые, да? Ну, по $100 UFC, если считать. Это сколько? 400 тысяч долларов на трос? 400 На 100 миллионов. долларов 2 миллиона? Да, Нурбек, там 2 просто миллиона нули 400. добавляются, если 2400. 200 400 миллионов. не может быть. Нет, 2400 покупок. 2 миллиона 400? 2 миллиона 400 раз 200. купили. 400... Это я так приблизительно считаю по 100 долларов 240 примерно. миллионов. PPV. 240 миллионов. Вот теперь смотри, о чем я говорю. С этой суммы они получают какой-то определенный процент. Вот и все, вся математика. Нет, так... Но мы же вернулись, Михаил, извиняюсь, мы вернулись опять же на самом деле к той теме, которую мы вообще мусолили всю дорогу. Ну да, Но про это и говорю. UFC умеет считать деньги. конечно, Баста. конечно. И, скорее всего, у них вот эта вот тема отмена пошла. Я думаю, то, что логично мы сейчас должны увидеть какой-то другой супербой. А какой он в 77?
Может быть, не в 77. Ну, в смысле, другой бой не с Предлагали Шавкатом, Алексу да? и Маги тоже. Ну не с Шавкатом, окей. Я думал, ты говоришь про... Да, не Шавкат, какой-то другой, который на 6 декабря, на 8 декабря. Алекс уже на отказался. конец Нет, года. в том-то и соберет дело. больше бабла. Алекс с кем? Ну, с Анкалаевым он уже Манкалаевым, но отказался. этого боя не будет. Да. Вот именно, что все крутые события уже прошли. Хамзат подрался, Топурия Нет, подрался. это крутые события для нас прошли. Нет. Имеется А в виду по UFC. деньгам? Да не, По деньгам. Тут Нет. немножко, наверное, Все другая крутые тема. супербои прошли Там уже. же есть еще... Махачев сломан, Топурия подрался, Биляль травмирован. Билал травмирован. Получается, Может быть, реванш опять чё- будет. чё думаешь, если Леон Топурия реально Эдвардс, подерется? Усман. Да нет, Топурия... Топурия 66 хочешь подняться, да? Да он, Не, это это- же просто он вкинул в Твиттер. типа. Я читал, короче, сегодня, хочешь что подняться в 77. Шавкат просто неправильно понял Топурию. На самом деле он нифига так, короче, не думал. Вот я у Шрёдингера сегодня читал. Там, короче, говорит, это, говорит, просто ошибка. Шавкат тупо не понял сообщение Топурии. Вот и все. Он не пытался, он не хочет 7-7 подниматься. Шрёдингер. Нет, я читал, что Топурия сказал, что он в межсезонье весит 80, и он готов выскочить против Да, я тоже Шавката. так В любом Вот случае, это... сейчас я, джентльмены, это я шутка, вам типа. зачитаю. Может быть, шутка. Не, ну понятно, что это PR-ход. Конечно, 66 же, да? Да. Уже не поднимется 77 на, получается, 10 килограмм, да? Ну, то есть, история Алекса Волконовски говорит о том, что теоретически он может, он же начинал как раз с полусреднего, Вот, смотрите. а потом уже... Но 126. на самом деле Топурия не бросал вызов Шавкату. По всей видимости, Шавкат среагировал на шуточный пост российского паблика Maincard, в котором указано, что цитата Илии фейковая. Не, на самом деле, я тебе скажу так, Шавкат все правильно делает. Он реагирует, он общается. Что нужно для аудитории? Как бы, вот Шавкат выходит в сторис или в рилс там, и говорит, Топурия, я видел это видео. Там, типа, я тебе там... Он еще у кого-то спрашивает, какой у него рост, говорит. Рост спрашивают, да, там, типа, ну, ему же вообще шансов нет. Ну, как бы так, знаешь, это вот показывает реально самого Шавката. Он такой простой, да, там, откровенный, ничего не скрывает, не хитрит. Как Анесси выкладывает. За это его и любит, наверное, аудитория. Мне понравилось в этом Настоящий. прямом эфире, там еще после этого Шавкат сразу читал, ты боишься Беляла? И Баужан, директор... Какой кто Баужан? там? Баужан, директор О, Дорчи. да. Сзади, кто там, что там сказал, кто там, что боится? Эх, Баука. Баурка. Молодец. Спичрайтер Шавката. Это как Магомеду Анкалаеву же его твиттер ведет Али Абделязиз. Мгм. А твиттер Шавкат, видимо, ведет Баужан. Вместе с сайтом Абдрахманом. Ну. Вот кто мемы интересно рисует Шавкату? Который Ержан, вставай. А там что там? Миллионная аудитория фанатов, кто-то да что-то придумает, ему там, скорее всего, в директ или там в WhatsApp. Каждый день новый прикол скидывают. Кстати, вода и без меда очень сладкая, да, вкусная. Заметил? Саура. У меня вкус меда во рту, поэтому... А, да? Я сауру так люблю. Вода должна быть вкуса воды, мне кажется, как саура. Ну, я хотел как бы этот... Градусов 40 желательно, да? И что думаете теперь, кого поставят против Шавката? Вот самый интригующий вопрос, который подвис, и непонятно, Реально с непонятно. кем драться. Самое главное, чтобы Очень поставили сложно хоть кого-то. сейчас. Очень сложно для UFC в целом сейчас как-то удивить, наверное, будет. Потому что, я не знаю, ну, если не претендентский, если не титульный бой, да, там за временный пояс, тогда надо было Яна Герри ставить, потому что это было реально обсуждаемо, там говорили про это, мы там много говорили, и рост, возраст, рекорд, все прям один в один, 18 плюс 18, да, 36 на двоих, да? У него, по-моему, у Гэри 17, а у Шавката 18. Нет, у Герри 18. 17 сразу. Мне кажется, у него один бой меньше. Но просто вот самый лучший вариант это Джейк Дел Маделена для Он Шавката. сломан. Но он, типа, да, вот непонятно, что у него с травмой. Какой-то туберкулез кости, да? У него, типа, да, загнила кость. Занижение Да. кости у него было, да. Поэтому непонятно, сколько он там еще прям на капельницах очень долгое время находится. По сути, есть еще два варианта. Во-первых, это, Усман. Он как бы интересен, потому что Усман это экс-чемпион и там человек, Имя. который дрался с Чимаевым, но он на серии с 3 поражений, то есть это не круто. И Эдвардс. Есть Колби Ковингтон. Колби Ковингтон есть. Ну, Колби, не знаю, на таком коротком, мне кажется, он не выйдет. Ну, Он для Америки вот он как всю раз дорогу, интересен. он всю дорогу это и делал, выходил на короткую Ну давление. да. Но он для Америки прям интересный персонаж. Это типа боец, которого любят в Вот, Америке. кстати, он умеет бои раскручивать. Вот Не, ну да, вот он продаст. Он продаст. С другой стороны, остается до боя уже сколько там?
чуть больше месяца. Ну, месяц примерно, да? Да, 8 числа должен быть. Ну да, получается, месяц там и 2 дня. Больше месяца. Не, ну, И они не могут, для мне них кажется, это, уже... Для них это нормально. Я не помню, они в чтобы весовой так- категории могут договориться. Не, я не помню, чтобы, знаешь, такую вот прям какую-то громкую вывеску делали за месяц, потому что UFC тоже, они хотят же и раскрутить, и куда-то Почему? посеять. Вспомни, Хамзат с кем должен был драться, когда подрался Усман? Хамзат с Паул Коста. Ну, вот. Но он на Все замену. в течение недели поменялось. И турнир не менее обсуждаемый был. Усман еще даже успел там до 2-го или 3-го раунда дожить, да? У них все равно главный бой Он так был. Весь бой, всю дистанцию Да, бой 3 прошел. раунда. Он- Нет. Да. Усман Чмаев всю дистанцию. Да. Он еще 3 в раунда. третьем У них раунде. 3-раундовый бой был, да, В не третьем 5 раунде еще Усман себя хорошо показал. Да, все говорили, что... Пятый там. Все говорили, что не хватило 2 раундов. Ты мне так, кстати, говорил. Да. Я видел этот бой. Да. Если еще 2 раунда, было бы опасно. Там все равно главный бой вечера же был Волконовский против Махачева, реванш. Поэтому и так как бы, уже был турнир скомплектован. Вот. Короче, непонятно, да. Потом не влияло, да, на главный бой вечера, и все равно бы народ собрался. Да, вот. Конечно, интересно, что будут делать. Круто. Ну, вся информация, что у нас есть, коллеги, мы вам выдали. И надеемся, что в ближайшем будущем все станет известно, и инсайдеры Сулы нас не подведут. Еще есть, кстати, интересная история одна. Чемпион Лиги Найза, 77 килограммов, Рамазан Гасанов, он же сказал, что сам бы тоже не прочь был бы подраться с Шавкатом. Шавхатом? Чемпион Гасанов в Лиги последнее Найза. время прям мне нравится. Красиво, так молодец, начинает активизироваться. Там столько вызовов, столько событий вокруг него. Я слышал, что он приехал, да? Я его видел вчера, случайно на улице Он с встретились. этим, И чё? С Теймуратом Жапаровым они там устроили вообще хохмач. Уехал уже? Да, он, знаешь, А кто такой Тимур Джапаров? Ну вот Тима. который, С Тобетовски, в Тобете он... который, помнишь, пытался 62? сделать сальто в другую все. сторону. Тимур, да, он дрался на Зе. Ага. Да, ты не видел это? У меня же видео это из Он Пенза типа брали еще даже. тот, Что сделал? Куда упал? Ну, он хотел сделать сальто в стиле Джейсона Гейджа, Да. И упал. но в другую сторону решил сделать. в На зрителей. улицу, да. И он Потом, там типа, стул он перевернул. когда стал что-то. делать, он вдруг понял, что не туда делает, и просто упал с этой клетки и на зрителя упал. У Офигеть. меня это видео из Пен забрали и, короче, выложили. Там Я помню, несколько миллионов просмотров. Да. Он потом что-то поматерился, да, там? Там, да, смешно было. Да. Еще причем зрителя придавил. Поругался, Упал на да. него. Да, и Хороший пацан, сильный пацан. история в том, что вот он приехал сюда, и я вчера встретил его на улице, с собакой гулял, и он говорит, что приехал, чтобы визу сделать. Он хочет, типа, сделать визу и говорит, что сейчас, типа, там, если отработаю контракт с Найзой и отпустят в UFC, то круто было бы туда попасть. Рамазан, Ты никуда не поедешь. то, что ты приехал и не позвонил мне, Все. печально, конечно. Так, конечно, могли бы договориться. Но Шутка. По поводу вызова Гасанова Шавкату Рахмонову, будем... Приехал рассказать историю про Гасанова, интересно, извиняюсь. Приехал в Россию, я, Арман, братишка Армана, как раз по поводу там встречи с Хабибом, там, и, переговоры по турниру. Приехали, разместились, Шамиль встретил, там, никуда ни за что платить не надо, сами понимаете, всегда там, все, как говорится, но при этом, при всем, хочется на кармане деньги иметь, да, что-то взять. Я захожу в магазин, карточка хочу оплатить, забыл, что, оказывается, карты наши там вообще не работают. С нашими картами там с банка ничего не снимешь вообще. Теперь без денег, прикинь. Ничего нет. Прихожу там в ресторан, куда-то хочу на чай оставить там или какое-то кафе, и все время за тебя кто-то платит. То там рядом, да, пацаны. И некрасиво. И, прям я так себя неловко ты чувствую. в гостях же. Не, все равно хочется, допустим, хочешь там себе там что-нибудь взять, да, там, нужные, как можно сказать, даже носки, да, там, первой Сигареты. необходимости, сигареты. И хочешь купить, а у Я тебя денег сигареты не нет, беру. и кого-то просить тоже как бы, постоянно, да, там, стрёмно. И вот Гасанову, я помню, позвонил, говорю, я здесь, мне деньги нужны, и он, помню, там прилетел. С чемоданом. Не с чемоданом, нужное количество денег мы все-таки получили. Потом по приезду в как в Казани, я сказал, верну. А так вот, И бонусы за бой вечер. да, молодцы. И так он получил титульный поединок. Дала, файтинг. Да, вот Кто просто смотрел? сегодня очень мало Я Сулы. там был.
Да? Я хочу, чтобы Сула Я сейчас там был. Я Сейчас вчера такой прилетел. Везде свет выключите, прожектор так на Сулу. На самом деле, я даже Сулу видел через экран. Он там то на комментаторской позиции сидел. Я то сидел, около кстати, клетки. с твоими лучшими друзьями рядом. С Арманом и с Асатаем. Мои Я прям вот близкий же. Кстати, видео видели, где они там Караганду что-то говорили, а потом говорят, надо в Караганде делать. Мы как реально космонавты, открываем для всех новую площадку, как говорится, Мне кто-то скинул это видео, смотрю, что-то они говорят там, типа... Я не видел этот подкаст, я что-то там, вот, Караганда, не знаю, какая необходимость была делать в Караганде. А потом смотрю, надо делать в Караганде, такой турнир надо делать в Караганде. Короче, да, быстро все меняется у нас. Но они хотели, чтобы, наверное, в Астане провели. Да нет. Потому что до Караганды ехать, а в Астане вот оно рядом. Что там ехать? 150 Но километров. все равно. Кому надо, все приехали. Сула, впечатление. Дала файтинг, новая организация. Я в восторге. Я в восторге от Тахтая. Я вам так скажу. Потому что там на реке была та публика, которая тебе прям очень нужна. Вот именно та публика. Молодежь, дети. Там был прям семейный какой-то... И знаешь, это были не какие-то маргиналы. Нет. Это были интеллигентные люди. Вот я там увидел публику Я не другую. знаю, один раз нас федерация отругала, что там дети у нас присутствовали на турнире. Но не грудные, но, понимаешь? Не, я к чему Но говорю? публика была, братан, другая. Круто. Ахтай вас впечатлил, а его Круто. соперник... А, А что с соперником? Ну, я тоже, кстати, прям целиком посмотрел турнир. Вы просто, пацаны, вы смотрите дай, слишком. пожалуйста. Ты вот смотри, Дидар, ты сейчас на эту тему ты смотришь очень узко в этом плане. Нет, я на полном серьезе спросил, как вам При чем соперник. тут соперники? Ну, блин. При чем тут соперники? Опять же, мы говорим с точки зрения искушенных экспертов, так скажем, да, любителей этого всего. А там устроили нереальнейшее шоу, красоту. Вот в Ахтубе, ты был же наверняка на футболе? Там был 13-й сектор. Братан, с барабанами. Все в одинаковых футболках. Они пели речевки, вот это все сделали. Вот как-то, вот, знаешь, вот организовано было. Молодцы. Двое там стояли, короче, координировали. Они пустили волну по всему этому. Пажик-пежик. И раз выключает свет, все говорят, включайте мобилы. Мобилы жук. Ну, это было просто потрясающе, клянусь. Я вот так сижу и думаю, зачем Харабале вот нужно вот это вот столько много всяких СММ, броденьки и т.д. и т.п. Возьми одного Тахтая. СММ? Ну, кто там продвижением занимается? Возьми. Маркетинг. Возьми одного Тахтая. Тахтай Но его, конечно, не возьмешь. Нашел, не почему. Нашел себя вдали. Вообще Я- красавчик. я очень- вообще. я очень- От Васи я был... Я говорю, очень Реки, рад. I'm sorry. Прикол этого турнира... Это был первый турнир, брат. Да. Первый турнир. Ожидать от него то, что там будет офигенные бои, я не ожидал. Ну, брат, Но смотри. что вот чего они добились, брат? Туда пришли люди с семьей. Говорю, там красивые люди были. Я говорю, я увидел там других людей. Обычно приходишь, и ты примерно понимаешь, вот это вот моя публика. Там были другие люди, брат. Толпа всяких блогеров была, там всякие Байзакова, Анал, Шмнал. Дальше, брат. Тахтай блогер. И Имеется в виду, очень, VIP, очень, это он, VIP помимо зоне. того, что он Это- боец, он это сам было очень в активный. VIP-зоне, брат. А не в VIP-зоне были совершенно другие люди, брат. Круто. И прикол в чем? То, что чувствовалась такая атмосфера, то, что люди пришли, посмотрели и кайфанули от того, что увидели. И вот с такими улыбками, без всяких вот такого не было, брат. Я был просто в восторге от того, что я увидел, клянусь. Другая аудитория. Абсолютно другая круто. аудитория. Вот та аудитория, которая нужна нам. Не, ну знаешь, я тебе скажу, наверное, не то, чтобы она нужна нам. Нужна. Отчасти и она тоже нужна. Да, и она Ну, тоже нужна. Ну, больше мы, братан, изначально нашей миссии, в наших принципах, в нашей философии, мы же акцентировались не на них же изначально. Вот, А на тех ребятах, о которых надо говорить, о которым надо помогать. Вот они там эту тему очень сильно и теперь продвигают. смотри. А может, тебе нужна помощь именно от таких людей? Однозначно, брат. Как-то где-то Однозначно. дала Крандаре, вот это вот они тему, короче, продвигали. Нет наркотиков Однозначно. и нет алкоголю. Это однозначно. Мне Однополая любовь. мне понравилось, что в целом новый промоушен залетел. Офигенно, офигенно. Больше чем уверен, что если они в год, допустим, там 6-8 турниров будет проводить, да, какие практически, может,
другие промоушены. Прям конкуренция у нас вырастет. И знаешь, в чем прикол этого всего? Я когда вижу, вот, допустим, Жуман стоит в карде, я посмотрел, там кто еще был? Жуман? Станов. Ахтар был, Станов был. Ахтай Ахтар, был. Истанов. Вот из серьезных только Аян есть Турсын. Аян Турсын. Вот. Почему серьезно? Ну и Вася Тахтай. Вася Тахтай на самом деле очень Вася, сильный боец. У него вот поединок его с Джамал Магомедовым, брат. Я его видел вживую. Что за мамует? Короче, один серьезный дак. Да. Я вот этот бой, он для меня лично входит в топ-10, брат, лучших боев казахстанского ММА. Вот то, что... И я не скажу, то, что один из 10 лучших. Мгм. Вася монстр на самом деле. Да, не, он сильный. У него реальный грэпплинг, красавчик. ударка очень хорошая. И здесь он... Конечно... А почему ты говоришь про соперника? Тебе он Не, тебе будем показался... честными, вот тоже у нас здесь мед стоит на столе, вот не хочется ложку дегтя, да, добавлять, но матчмейкинг был очень слабый на турнире. Ну, для первого турнира. Для первого турнира, кажется, и всё там равно. была другая цель, задача была другая. Задача была не такая, чтобы сделать найзу. Нифига себе, чтобы дойти до найзы в уровне ну- матчмейкинга, это надо, короче, очень много пахать. Очень много. Но здесь была другая задача. Я вот эту тему сходил. Я тоже сидел, бля, ну вы что, ну в первом раунде, ну камон. А потом я эту тему вижу, брат. Атмосферу. Офигеть. Шоумены. Офигеть. Очень Оно, хорошее знаешь, шоу. Это было прям, это, я не знаю, как даже описать. Я прям был полон восторга. Не, ну, круто. Несмотря на то, что я понимаю, что поединки ни о чем. Ну, я все равно, блин, ну какая красота. Вот я бы туда пошел бы с семьей, я бы сестру привел, там, допустим, детей. Классно, там вот это зажигательно, это все было, там рычаг. Я говорю, волна это пошла, говорит, выключаем свет, включаем телефоны, шуш. Ну, это вообще было классно. И потом вот эта вот тема, их человек 250 было. Все в одинаковый блок, вот один сектор. И они начинают, выключают музыку, и они начинают петь. Супер. И их, когда выходят бойцы, от них такая поддержка, брат. Я не говорю, Руслан, так. Супер вообще. Жесть какая. И они еще там двое стоят чуваков с барабанами. Там, а двое стоят, короче, координируют. Фантастика, брат. Круто. Васю хотим Фантастика. Вася поздравить с красава, главным, брат. Обнял. с главным событием Дебютом. этой недели. Прошлой недели. Крутой. Я очень искренне рад. Крутой ивент. Ну, по словам. Меня Я сам- офигенно я встретил. не видел. Офигенно проводил. Вася вообще монстр. Я не видел ивента, честно скажу. Видел короткие там, где мне скинули там про Жумана. Да, кстати, вот Шуман, стоит отметить это этот было бой. вообще, он мне дает интервью, я нокаут Хаджирим, короче. И Тарасам нокаут Хаджирим, говорит, Тарасам бонус керек. Нас, короче, чуть сам не улетел, Я вот этот момент не видел, но я видел, где он его душил, что-то там бросил, и так грамотно задушил, видел, да? Нокдаун отправили. Да. Он его, этот Ван Флючок, он его, ну, упал плечом на его шею, когда я переводил, и потом просто додавил плечом, а тут уже отрубился, и там, конечно, рефери немножко Там, тупанул. короче, по рефери была такая тема, как я понял. То, что когда Еркебулан дрался, он, контрольного в голову не дали сделать Еркебулану. Сразу же остановили. И вот на следующем они просто испугались. Эркебулан же был Еркебулан после дрался. После Жумана дрался. Разве? Да, 100%. Он, получается, там... Еркебулан вот, в карде. наоборот, Самый последний Вася дрался, да? Наоборот, они сделали. Они, вот все вспомнил. То, что Еркебулану, короче, не дали сделать контрольный в голову, а здесь, короче, дали прям конкретно, пока он тут не уснет. Потому что я с Жуманом потом разговариваю, я говорю, понимаю, он все уснул, короче, я, говорит, встал. А этот рефери, говорит, там далеко стоит. Рефери еще, он говорит, Жуман так поднимается, и рефери говорит, продолжай работать. Он говорит, нет, говорит, Куда смотри. там спит, короче? А там реально, индус уже ну, встал. Тохтара тебе тоже надо подтянуть. На. Подобрать какое-нибудь это самое, что-нибудь. Сула, ты такой странный. Почему я Грамотно, всех должен потянуть? Давай Конор Макгрегор даже потянет. Не, это не Конор Макгрегор, это просто... казахстанский Конор Макгрегор. Классно вообще просто. Киноактер. Ну вот, это же круто, это же круто. У нас же Давлет Осербай У тебя есть. было офигенно, Не, брат. когда Я ты... говорю, увольняй всех, бери к себе одного Тахтая. Нет, у нас же есть Давлет Осербай. Тоже Давлет актер. Усербай тоже, да. Кстати, Давлет красавчик, да. У нас как бы свои здесь звезды, как бы. Да, это у нас... Нет, помимо того, что звезды, не звезды, у нас своя история вообще. Тут как бы у ребят получается... Как вам мой инсайт? Делают Нормально, я донес до вас? прям крутой. Да? Для меня было неожиданно, Что? что вы там прям все прям классно расскажете, потому что я ожидал именно разбор по бою, по боям. Нет, типа, я тебе... Это да, Это же, это первый турнир в истории стороны, было бы этой очень организации. правильно. Они сделали красиво. конечно. Суле это понравилось. Я, знаешь, это когда заметил, я по твоим постам заметил, очень часто рилсы, там это, так далее, так далее. Ну, это круто, если тебе понравилось, если с удовольствием и с этим, как его... мы же в Астане тоже проводили турнир. Я помню, вот как раз-таки
Астана голодный на турниры. Да, брат. И Прям- там вот этот жек-пежек, знаешь, в чем прикол еще? У них как в Англии футбольные стадионы. То есть Был? трибуна. Да. Да, я там был. Но вот сейчас они так раздвинули так, то, что вот она трибуна, и сразу же вот клетка, братан. Ну да, там же То есть они сделали, да, выдвигается. это было прикольно. Вот прям, то есть ты там внутри, Не, нам- супер, Когда супер. мы турнир проводили в Астане, там тоже так было. Ну, я же не был тогда в Астане. Ты в Астане не был на Да, мы турнире? с тобой жестко конфликтанули. Подрались мы еще, не помнишь ты? Я победил. Ты не был в Астане? на Нет, турнире? я не был же в Астане. А почему? Да я не помню, что уже, сколько это было, 2 года назад, думаешь, я все Жако дрался. Год назад. Ты был, мне кажется? Стареешь, братан. Конечно, старею. Мне кажется, ты был. Виктория. В любой непонятной Старею. ситуации. Надо Не, молодец. я же про это и говорю, что этот Мне кажется, Астана, Голодные они. турнир, там прям, ну, тем более Вася, Тухтар, Жуман, кто там еще? Ержан, кто там еще? Аян Турсун. Аян Турсун, Хороший да, поединок, да. Кстати, соперница была вообще не сдавалась Хорошая, да? никак. Да, 3 раунда, да? 3 раунда таких. Я на Турсун вот такая, короче, вот. там был странный момент с ударом в пах. Я не знаю. Да, там был странный момент, согласен. И что, как понять? Просто, ну, девушки... Ну, там просто не всем видно было на повторе. Ну, он запрещен? Вообще, ну, удар в пах запрещен, просто это девушки. Не, у девушек запрещен? Тоже запрещен, да. Все, ну, не знаю. Там Никогда не понять, что... Да, никогда не удар понять, был в пах или типа в живот. Девушки, никогда этого не понять. Вообще. Это- Что, остановили в этот момент? Да. Уже Сделали больнее, паузу, чем рожать. дали восстановиться. Вот. Круто. Поздравляем Казахстан с еще одним новым промоушеном. Октагон, Алаш Прайд, Дала, ну, Мерген есть. Найза Уже еще. 5 прошел, 5 промоушенов Найза. Ну, есть еще промоушенов хорошие ММА. промоушены. Кулачка тот же Намат. Не, я например. сейчас про ММА говорю. Ну, в принципе, тоже пока Ну, стоит. Родина я там увидел. Нифига себе, офигел, короче. Я Родина уже лет... Ну, как... Вообще давно не видел, короче, я его. Вот видишь, я думаю, почему ты такой веселый? Видишь, всех увидел, настроение. Слушай, У я... нас, наоборот, не говорю, видел. там- Нет, он Вот- самое главное, говорит, я, говорит, сидел с твоими друзьями. И радостный такой же. И Молодец. с Атаем, и Романом. Нормально с ними рядом посидел, они комментировали. Ну все. Хорошо. Я очень рад, что тебе понравился. Мне понравилось. Очень круто то, что на турнирах, когда вообще полный зал, это ну, совсем другая магия. Вот то же самое, когда мы говорим про Караганду, когда полная арена, хоть типа у тебя карт, может быть, там не самый лучший, и когда не полная арена, это прям большая разница. И, конечно, хочется, чтобы на турниры много людей ходило, Конечно. поэтому сложно в Алматы проводить, потому что, конечно, слишком уже публика здесь наевшаяся ММА событий. Выбирай, да, Ну да. Типа, на какой Нет. турнир. Вопрос не в аудитории. Мы сейчас, как бы, кто бы не хотел, типа, объевшься, не объевшься. Не в этом дело. Реально дело от маркетинге. Вот, я тебе про это и говорю. Ты открываешь телефон, увидел, что будет турнир 5-го. Положил телефон, поднял. Вот это твое сообщение или там новость, она затерялась всеми другими новостями. Не только спортивными событиями, но и другими. Очень много ивентов. И когда человек смотрит, сконцентрирует, как работает таргеты, да, там, и все остальное. То есть идет одно касание, второе касание, третье касание, то есть добивает человека, да. А тут тяжело, потому что новостной поток очень большой в плане событий, именно ивентных, спортивных и так далее, и так далее. А когда ты проводишь такое, как Караганде, ну, в Караганде я вот что заметил, я разную аудиторию видел. И вот тут, ну, то, что вот Сула как раз-таки говорит, там маргиналы, не маргиналы, вопрос не в этом, вопрос в том, что вообще другая аудитория пришла и в Караганде. Да. И она была такой, знаешь, как бы Шахтерской. благодарной. И было видно, что люди пришли не только там на Фебати, Фаниле, а пришли на бренд. Есть такое, Следят, согласен. смотрят, то есть знают, это какой-то вот, знаешь, как бы вот типа Найза, вот это типа что-то с чем-то, да, там какой-то определенный, они там уверены, что это получат там, да, и как бы пришли люди, прикольно. Мне понравилось, что мы как бы первооткрывателями были реально там, это не первый ивент по ММА, там был до этого ивент. Абадан делал там. Я был. И Абадан был, Я был там, и Абадан. Номад, кажется, был, да, я помню. Нурлан Халтаев, кстати, был у Васи. Да-да. Агай. Че,
Парадала, какие еще поединки были? Ну, Еркебулан Тохтар, Жуман Жумабеков, Василий Тахтай. Этот Уилл Уоп, это откуда боец? Уилл Чоуп. С Америки. Да, С Америки. Да, с Америки. Кайтам Эль Сайт, это откуда? Иранец? Да нет, там какая разница, там все... ну, мне кажется, неправильно обсуждать просто матчмейкинг действительно Нет. дебютного события. Не, ну мы просто Наши победили. зафиксировали. Наши Типа, это просто был, да, такой праздник спорта. Да, вот Все ты совершенно победили. прав. Это был Не, ну ты праздник смотри, спорта. Жуман. Очень хороший праздник. Вот Жумана смотри, вот ему попали, он упал. Кстати, да. Попали, Ну, жопу просто ему- Был риск, что он проиграет. ума зайти. Ну, мы за это и любим Жумана, что у него в любом бою риск. Вообще не Я связано. реально заставил по волноваться. Там хороший Естанова нокдаун был. в печень жестко встретили. И добивание такое еще было, да? Он Поздравляем подбежал, ну, еще раз Астану с новым промоушеном и Казахстан. Пусть почаще проходит, обязательно поедем, Я посмотрим. перепутал это с Естановым, значит, было добивание контрольного гола. Ну ладно, Лиги. все, проехали. Давайте поговорим про Алашпрайт. У нас следующий пункт Алашпрайт 101. Руслан Сариев. Как телефонный номер, да, 101. Что это был 101? Прошедший турнир Это Сариев дрался пожарная. с Паевой. Жарно. Вот Руслан Сариев и Паева. Айва. 101 километр. Это Паева, это боец, который победил помню, Жалгаса и помню. потом Прикольно, проиграл Морозову. прикольно. И как он выиграл? 3 раунда? 5 раундов. Решение 5 раундов. Решением, да. За титул дрался. Ну, там просто бой был в 66, а Паева 57. Вот, короче, не очень понятно. Тоже. Меньше в был, своем весе. На да, две дрался. категории, получается. Там прям разница такая была в росте. ну Паева дрался 57. Да, Сариф 66. Не, Бой- в свое время. да, ну, он еще... Последний бой у него был, до этого боя он дрался 57 Где? в какой-то бразильской лиге. Ну, когда мы общались тоже, сразу скажу, мы же с Жако хотели ему поединок сделать. Мы разговаривали, и больше 63 он гонять не соглашался. Я тебе говорю, он не соглашался? Да, больше 63. А в этот раз он что? 66 был бой. 6-6. А сколько у него было на весах он? Сколько стоял? Не вес? Он сказал, что ниже 63 он гонять не будет. То есть они хотели именно Жако на 62 договориться. Вот где Ну, прям просто тоже именно в конфликт был. габаритах разница большая была. Сариф там Ну, высокий. Сариев сам по себе крупный, он тоже в 57 был дерется. Ты не смотрел? Я смотрел. Я не смотрел. Ну, ничего. Просто, Сариф победил. Ну, просто там и перебивал, в принципе. В стойке перевел? Да. А в портфеле? просто, у Паевы, типа, мощи нет вообще. То есть, он что-то пытался сделать. Он один раз в первом раунде только забрал, по-моему, спину неплохо Сариева, а все остальные раунды просто его сбивали. Сариев очень крутой боец. Хороший. Когда-то, помню, тренировался под моим чутким руководством. Выводил его на соревнования. Историю рассказывал про Блин, Абдулманапа. он же звездой у тебя в Найзе был. С Абдулманапом историю рассказывал. Покойный Миман Долсон. Сидит Абдулманап, Нурмагомедов, я, Саш Кагай. Сула, ты же был. Да, Сула как раз. Булата были Бушанов. В Атрау приехали на турнир UFC очередной. И сидим, общаемся. И Абдулманап Нурмагомедов и Мандолсон рассказывает про 3 пацанов, которых он привез, и которые подпишутся в UFC. Это какой год был? 19-й? Ну, это вот когда? 19-й год. Наверное, 19-й наверное, год. да. И наверное. он рассказывает, и вот говорит, наши 3 пацана после этого турнира попадут в UFC. Да. Сейчас они выиграют и попадут в Его звали, UFC. это фамилия у него. Я говорю, кто? И он говорит, этого Умара, как Тагиру Ламбекова, и вот 3-го. Кто был Как это у соперник? него? Рамазанов или что-то в Броденьке такое было? Ичиев, что-то такое. Посмотри, пожалуйста, с кем дрался в 2019 году на UFC. И вот он его говорит, фамилия. И я стою, говорю, а кто это? Что за боец? И Саша Кагай смеется как бы. А я же Сариева привез. И вот память плохая, видишь, 15 сотрясений. И он мне говорит, ты что, говорит, это же тот пацан, с которым Сариев дерется. Ну, с твоим пацаном дерется. Я такой, Ичиев, Султан. Не Султан. Нет. Рашид Вагапов. Да, Рашид Вагапов. Да. Он проиграл, да, этому Сариеву, да? Это выиграл. Сариев выиграл. Сариев выиграл, да. Сариев выиграл. Решением судьи, да? Не, он 3 раунда его жестко. Решением выиграл. Да, он жестко Да, бил. супер было. И я говорю, насчет вот этого Вагапова, да, ты сказал, да? Да. Насчет Вагапова я сомневаюсь. Он говорит, как сомневаешься? Я говорю, он с моим пацаном дерется, у меня пацан хороший, говорю. Он такой, как хороший? Я говорю, да, очень хороший. Скорее всего, проиграет ваш. Ну, как бы так, в шутку сказал, и на следующем бой. И как он дал, прикинь. Руслан его хорошо выиграл. А тот был на хорошем подъеме, уже они перспективу хотели его в UFC. Никому не проигрывал. Он еле дождался, пока закончится раунд. Вообще, это поединок. Еле... Он все 3 раунда бил его, хорошо бил. Видишь, и в борьбе, и в боксе прям круто. Супер. Крутой поединок. Вот Тогда после Сариев этого... был супер просто, шикарен. И потом я Сариеву говорю, все, теперь не спеши, сейчас отсюда
короче, все будет нормально, вот так сделаем. И он что-то там ходил, суетился. Понятно, что. И что-то этот взял, говорит, нет, я пойду драться за титул этого UFC. Да. И без подготовки, без ничего поехал. Вот как раз вот этот бой, когда он проиграл. Кому проиграл? Какому-то... Тоже какого-то... Тоже... После Вагапова с кем он дрался? Молочиев, может. Сейчас скажу. Молочиев, да, Молочиев. Блин, прям я сейчас до сих пор перед глазами этот Он поединок. его еще в конце, да, в самом конце задушил. Молочиев, да. Там знаешь, в чем прикол? Тина. Там знаешь, в чем прикол? У Молочиева сломалась нога. Мениск порвался. И он... А я, прикинь, в этот момент смотрю на камеру, я этот бой прям с начала до конца смотрел, и смотрю на Молочиева, он тренеру что-то показывает и говорит. Вот так глазами показывает и говорит. Это второй раунд был, да? Он в третьем раунде проиграл? В третьем раунде, в конце. И вот он в конце второго раунда, в перерыве между вторым и третьим раундом, он говорит этому тренеру своему, Молочиев, глазами показывает. И я в этот момент думаю, блядь, что-то случилось. Оказывается, он в этот момент своему тренеру сказал, потом мне пацаны рассказали, типа я ногу порвал, я стоять не могу. И он ему, тренер, говорит, вот этот раунд продерись, потом я тебя сниму с боя. Вот эти слова говорит. И прикинь, насколько он волевой, да? Он выходит и берет этот гильотину и душит. Мансур хороший боец, на самом деле. Да. Сейчас ему Ван не очень там повезло. Не, ну тигр, да, молодец, прикинь. У него нога там, он не сдается, ничего, но он просто тренеру, я вижу, что глазами он что-то встревоженный, что-то говорит, вот так показывает, даже если этот, потом повтор посмотрите этот момент, вот так глазами показывает, что-то говорит, я в этот момент задумался, что случилось, интересно. А потом мне пацаны рассказали, у него, оказывается, нога порвалась, и он тренеру говорит, у меня нога порвалась, я, упереться не могу. Он говорит, выйди, в третьем раунде я тебя сниму, или после третьего раунда я тебя сниму. И он выходит, прикинь, удушающе делает. Крутой боец. Молодец. У Сариева, конечно, могло было быть другое будущее. Он бы мог бы в UFC уже давно драться, но... Кстати, его Вандерли снова видел обращение Вандерли, говорит, я чемпион Алаш Прайда в 66. Да? Да, говорит, ты меня не победил, я, говорит, все еще чемпион. Ну, прикольно. Наверное, захотят реванш. А у вас с ним отношения уже... С кем? С Вандерли. Сариевым. Сори. Вот с Сариевым, знаешь, как-то непонятно произошло. Это же твой, типа, ученик бывший? По сути, он мне не ученик. Он один из тех пацанов, которого мы взрослели в свое время. И... Философский же, да, это Хайран? Они жили у меня дома, я там им, хотел... Пьянел. Как-то там определенную лепту свою такую в развитие его вкладывал. Знаешь, полгода или год назад он пришел сюда, да? Вот я просто помню... Вот он пришел, мне говорит, вот, Нурбек, я там хочу возобновить. Я говорю, давай, что, ехал. Потом бум-бам, он, в Таиланде оказался. Я так по сторисам, то, что я по сторисам наблюдал. Видишь, многие бойцы, я в этом их не виню, но они как думают? Вот они пришли и на меня посмотрели, я на них посмотрел, и они думают, что все, я всю ночь там не сплю, думаю только о них. В лиге 200 бойцов. Каждый нуждается во внимании, каждый нуждается в боях. И вот когда мы в Актау вот эту историю делали, турниры, там 3 турнира подряд, туда-сюда, тогда он на меня выходил через Жандарбека. И Жандарбек мне говорит, вот Руслан Сариев. Я говорю, он что-то тут потерялся. Говорю, где он там тренируется вообще? Не тренируется. Не хотелось его ставить там с мешками. Хочется же конкурентный поединок. И вот он тогда мне сказал, я насколько помню, Жандарбек там что-то, вот он хочет подраться, но типа гонорар не устраивает. Я говорю, пусть он подерется, пусть он втянется, давай посмотрим на его форму, как у него, что там. И что-то он после этого пропал. И вот последний момент, помните, мы его объявили, а потом он сказал, что типа он не будет драться. Не знаю, откуда берет Найза такую информацию, помните? Тогда его тренер нам сказал, что он будет драться, что будет вот так. Потом тренер же сам позвонил и сказал, что он снялся. Он упал, да, с мопедом. Помнишь Да. эту тему? А он сказал, что этого не было. И вот тогда я сразу сказал, все уже. Да. Уже это бесполезно. Почему? Когда человек, допустим, вот был всю же дорогу его тренер, который за него отвечал, я стараюсь общаться так. Я стараюсь общаться не с самими спортсменами, а с представителями. Потому что, спортсмен, мы можем на разных языках вообще с ним говорить. Он может меня не понимать. Не в плане дословно, а так. Вот так. Я еще хороший пацан, да? Причем подумал, что вот насколько все-таки стиль, того, как выглядит боец, влияет на его продвижение какое-то, да. В этот раз Сариев вышел, у него такой типа афро был, кучеряв. Насколько вот ему прикольно на самом деле выглядит. Мне кажется, вот его какую-то ценность как бойца увеличивает, что он не обычный какой-то боец, а боец со своим стилем. Я говорю, он не обычный боец, я это изначально знал.
Он, я тебе говорю, при правильном подходе, и, знаешь, это, скорее всего, неправильно будет винить окружение, там, и еще что-то. Скорее всего, от него все. Я тоже с тобой согласен. Да, Мы думаем, что окружение, да, на самом деле... Он давно бы дрался в UFC. Да-да-да, согласен. Офигенный боец. К сожалению, дай Всевышний, чтобы я ошибался, но мое мнение, что он свой пик прошел. Я тоже с тобой согласен в этом, брат. К сожалению. Согласен. К сожалению. Потому что Сариев... Он который, проспал свой пик. Сколько? 27 лет. Нет, вопрос не в возрасте. Вопрос, был у него такой хороший момент, когда он Офигенный горел. был Прям, момент. круто горел. Офигенный был момент. Я просто, к сожалению, не вижу прогресса за эти все годы. Вот не было прогресса. Только спад. Есть спад, и он чувствуется. Руки, ноги те же самые, как и были в Найзе. Вот это, да, мне не нравится. Я его когда на Алашпрайде увидел, ко мне Шингас Кайранов подходит, в Таразе, короче, был турнир Алашпрайдовский, ко мне Шингас подходит, Кайранов, и говорит, на балага хорошо штит. Говорит, он сейчас красоту покажет. Помнишь, это, не на этом турнире или где? И Шингас там тоже дрался. Он когда выходил в клетку, короче, то споткнулся, чуть не упал. Упал же. И вот он мне так говорит, посмотри на этого пацана. Шингас насколько, да, вот крутой боец. Выбегает в октагон после долгого простоя и спотыкается. И лицом прям бьется об камбас. Вот так, бам, встает и дальше бежит. И знаешь, что он сделал? Вот реально, да, вырезал этот момент, выложил у себя в Инстаграме и говорит вот так, чтобы над ним... Ну, видишь, зачем ему, чтобы над ним кто-то прикалывался? Он сам над собой прикалывался. Он еще говорит, я настолько, говорит, соскучился по октагону, что при входе поцеловал его, говорит. Бля, этот пост я до сих пор помню. Вот крутой. Шингас Кайранов это, знаешь, и боец, и триштокер. Это один из первых крутых триштокеров вот Запада, с Казахстана вообще в целом. Очень же на турнире в Абу-Даби, на который я ездил, где как раз Чимаев с Витайкером дрался, есть боец Крис Барнетт. Это такой низкий боец, ну, в тяжах выступает, такой афроамериканец очень полный, такой панда кунг-фу. Он всякие вертушки делает. И он, когда заходил в клетку, он перед боем прыгнул, ну, вот типа так... Размяться. Высоко прыгнул размяться, и ногу подвернул сразу же и проиграл после этого. Он из-за этой травмы проиграл. Я еще помню Брайана Ортегу. Да. Брайан Ортегу прыгнул, и у него нога вот так подвернулась. То же самое, да. Очень странно, типа. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Кстати, вот если говорить еще про прогресс, Нурбек, но про прогресс не бойцов, а про бизнес-прогресс, чтобы вот видеть, да, все какие-то точки того, что происходит. У тебя есть какой-то инструмент, я так понимаю, что в телефоне сейчас в нем как раз сидишь, можешь рассказать? Вот чем мне нравится эта платформа, не наша. Дарлин. Дарлин. Усул уже все мысли о OnlyFans. Я сейчас думаю только об OnlyFans, бля. Что такое OnlyFans? Братан, я тебе покажу, ты будешь в шоке. Ты подписку себе купишь сразу на год. 18+. Да? И что это? Офигенно там. Платформа, где люди загружают свои фотографии там. Давайте лучше про прогресс и Дарлин. Прогресс и Дарлин. Друзья, если у вас бизнес и много людей, которых вы хотите, ну, естественно, не в ущерб своему времени, иметь контроль над ними, вот эта платформа Дарлин, где я полностью слежу за своими сотрудниками, наблюдаю за выполнением разных поручений, контролирую приход и уход сотрудников. К сожалению, такое тоже бывает, нужно контролировать. Также протокола, подписываю договор. Вот сейчас вот и вас хочу прям одобрить один договор. Здесь вся информация о договоре. С кем он, для чего он. Боец? Нет. Да, есть и бойцовский, но это не бойцовский договор. Договор с дьяволом? Сумму заблюрьте, пожалуйста. И вот с дьяволом тоже точно не будем пока делать. Надеюсь. Одобрить и одобрить. Вот такой вот Дарлин у нас крутой. Я ждал, что ты скажешь в конце, что для всего остального есть OnlyFans. Но прогресс это... Не, реально. Про Дарлин. Крутая наша платформа. Обязательно выйдет ролик, который вам подробно объяснит. Но вот для меня, как для бизнесмена,
и человека, который там активный образ жизни ведет, там постоянно хочет восхождение на горы делать. Вот вчера буквально 2 дня подряд я с 6 часов утра до 10 часов утра, опять же. Я прикинь, с другом вышел, мы встали в 5, приехали туда в 6, и дали марш-бросок. 20 тысяч шагов, в общей сложности 10 километров. И мы уже все прошли, там, поохотились, там, собак выгулили, туда-сюда к машине подходим. Он мне говорит: Нурбек, знаешь, в чем прикол? Я говорю: в чем? Сейчас только 8:30. Говорит: а мы все сделали уже. Сейчас, говорит, только 8:30. И прикинь, я всем звоню, все спят, жене звоню там пока, там, это включи, это сделано. Говорит: да я сплю, говорит, выходной и так далее, и так далее. Пока доехали. Звони сюда больше, да? И за это время, за эти 10 километров Нурбек уже уволил 4 человека. Нанял 2. А я реально, прикинь, реально иду, и разные мысли, а охота вообще так вот советую тоже всем, чтобы быть вот так реально свободным от работы, реально нужно иметь это приложение Darlin. Я иду и думаю, да, вот это надо сделать, вот эту заявку опробовать, вот этот мастер-класс провести, это там интервью снять, там, миллион мыслей. И примерно думаю, как Вика или там Расим, или кто-то еще из сотрудников спят вот так, видишь, под одеялом. А только 6 часов же, или Дидар, да, со своим. Вика и Расим? Не, не вместе. Под одеялом? По отдельности. Под разными отделами? Эх, Сула уже ревнует. Знаешь себя. Старый, но все туда же. Раз мы начали говорить про увольнение, мне кажется, что стоит тоже затронуть тему. Багдоса сейчас уволили из ACA. Вот, что ты проморгал, но утром увидел это. Да, тема интересная, потому что, во-первых, Багдос довольно часто не делал вес в лиге, и сейчас он сделал 2,6 килограмма, но уволили его за то, что он не пришел на медиа-мероприятие. Мне кажется, вот интересно с тобой будет это обсудить, как с руководителем лиги. Ничего, что я 4-ю Медиа ложку, разве? да? Я читал, что он не пришел Директор на церемонию На взвешивания. медиа-взвешивание. Там было медиа-взвешивание, да? Там, типа, если ты много ешь, то что-то это самое, да? Шоколадный фонтан. Сула, братан. Нет, если много съешь, ты говоришь, что 2 ложки можно. Ты перепутал передачи. Сула, это, знаешь, Не, у него есть какой-то... у него заготовка испортить все рекламы на найти. Нет, я имею в виду, если OnlyFans, ты шоколад. достаточно Заметь, 2 не только- ложки максимум. Заметь, не только рекламу, вообще в целом жизнь испортить людям. Ладно. Сула врывается с ноги, вышибает дверь. Он Да, еще дерется. он должен был драться в 66, но он и в дебютном бою не сделал вес, и сейчас 2,6 килограмма, и его уволили прям, жестко достаточно из лиги. Мне просто тут интересно, как ты относишься вообще к этой истории? Я не помню, ты кого-то из Найзы увольнял вообще так прям Вообще кого-нибудь медийно? увольнял из Найзы? Кого? Нет, чтобы вот так вот, знаешь, там кто-то что-то не сделал на Ты взвешивании. прям сам, да, увольнял? Или... Вы не помните этот Ануарбек с этим? Целем. Марселем. Только случай был, мы сразу сказали: гуляй, Вася. Хотя и с Ануарбеком у меня очень хорошие отношения. Такой мой ровесник, такой хороший пацан. Вообще как в плане там человеческих качеств. Сделали что-то из ряда вон выходящих, которое повлияло на в целом на события, да? Я помню этот момент. И мы даже не Как он стали... звонил оттуда. Кстати, его протеже, его пиар-директор. Норвега. Все те, кто не любит мотиватора, обращайтесь к Суле. Это он еще все подсказы ему дает Сула. Второй раз дерутся, в этот раз по кулачке. Где? В Намаде будет драться Ануарбек с Марселем. Вот ты боя в итоге И с Арманом Ашимовым он еще должен Создали подраться. крутой бой, видишь? Круто же. Хаспро-боксинге они должны Сейчас вот были... что интересно, вот в разных промоушенах происходит истории. И вот, допустим, я недавно видел пост, где Жумана поставили с этим Вандерлеем. Тоже на Намаде. Кулачки, да, по Намаде. Я говорю, никто, даже не то чтобы все пользуются этим, да, молодцы в этом плане. Вот, допустим, с Рухом мы там Аю взяли, дал кач, да, такой хороший кач, там, молодец, да, там, Рамазан постарался для нас, грубо там, не то, что для нас, а для всех. Там, мы там создали противостояние там Вандерлея с Жуманом, им теперь Номад пользуется, да, там, продолжает эту историю. Мы создали вот эту, Марсель с этим, Ануарбек, ее подхватил там кто? Сначала хардкор был, потом после хардкора Нет, до хардкора ее Номад начал рассказывать, потом они подрались в хардкоре, потом сейчас кто-то еще дальше продолжает и так далее. Вообще круто. Нет никаких границ.
По поводу Багдоса, интересно было бы его... Он дрался у нас в лиге, и я как помню, он недовольно ушел тем что решением судей. Он проиграл Али Хожа, насколько я помню, да? Не Ты знаю. же был, это было в Казахстане, гостиница «Казахстан». Проверь, пожалуйста, Багдос, кому он проиграл? Кажется, Али Хожа проиграл 66. И он после этого недовольно ушел, сказал, что... Да. Да, он сказал, что он выиграл, мы сказали, что... Ну, судьи сказали, что он проиграл. Ну, в принципе, я не помню, что он выиграл или проиграл. Помню, бой такой, хорошо прошел, там прошли. В принципе, парень очень крепкий. Высокого уровня, да, борец. Да, очень... Чемпион. Алаш Прайда. Ну, я думаю, Валаш Прайд и вернется. Что ему, куда идти? Бывший чемпион, да. Да, это, видишь, вот говорит о серьезности лиги, да, вот она как бы... Кстати, с Мухаммедом Махаев. Думаю, нифига себе, он дрался с Они Махаевым. как бы дали ему бои, там, начинают его взращивать, что-то делать, а он там не приходит на основную часть, что и как бы не понравилось им там и так далее, и так далее. Может, он Алибек что-то болел. Кузбаев. Кушбаев? Алибек Кушбаев, да. Ну, Али Хожа. Да, Али Хожа. Этот, как его? Шамилов Руслан тоже там дерется, да? И хорошо дерется. Ханыбек один раз подрался в Исии. Тоже неплохо выступил. Ну, в конце он проиграл, но... Кстати, где вот этот Айжигит? Это он же тоже там что-то двигался. Что-то его вообще не слышно, не видно. Вот давай я сейчас тебе расскажу про таких бойцов, как Айжигит. Неплохое, а вот Давай. как это происходит. Я вот замечаю. Вот разницу в этом выдает Донченко. Вот Донченко знает, что ему нужно. Он заранее звездой не становится. Он дерется за определенный гонорар, а по определенным условиям. Но делает, топит. Вот я, в чем, не дай Аллах его сглазить, но в целом вот так. А есть другой тип бойцов. Я сейчас не буду говорить именно он или он, но вот он подерется 2-3 боя, у него там хорошо получается, и он становится звездой. Не снаружи, братан. Не в промоушене, а внутри себя он звездой становится. Вот ему кажется, что он все уже. Сейчас он вот чуть-чуть, и он пробьет эту стратосферу и будет смотреть сверху вниз, и там рядом будет пролетать Юпитер, тут Марс, короче, и так далее, и так далее. И вот таких бойцов. И вот куда делся Айжигит после этого, скажи? Я не знаю, брат. Вот Он ты не подрался, думаешь, такая же? Вот. ни один бой. Вот. Я знаю, где он тренируется. Я знаю там, как бы все. И Может, где-то вот там в Дагестане же, да? да, где-то? были какие-то моменты у них там. Он должен был подраться, как его, Ахтюбинский, Нуржан Жолдыбай. Что-то Нуржан Жолдыбай там вес, они что-то там химичили, что-то у них там, такая ситуация произошла. Я потом об этом узнал, я пришел там на матчмейкера, на них там всех нахаял. Я говорю, дерись дальше. Но ему кажется, как будто мы его здесь хотим там под кого-то, под танк положить. Я говорю, вопросов нету. Если ты... Вот бывает внутри человек, он не человек там своей страны, да? Он человек мира. Вот как Хума, допустим, да, там и узбек, и казах, и русский. Куда бы ни пришел, его везде приветствуют. Там. Кого еще можно так примером привести? Донченко. Тоже, да, человек мира, да, там пришел со всеми, может объясниться, со всеми там открытый, откровенный, честный, там, как бы и вперед, и вперед. Тот же Фаниль такой же, да, там, многие-многие другие ребята. А вот бывает, некоторые замыкаются, ему кажется все. И вот прошло время. Сколько времени прошло, как Айжигит последний раз дрался? 3 года. Посмотри. Офигеть. Когда у него был последний бой? Кажется, на Лашпрайде какой-то такой промежуточный бой Какая был. фамилия? Еркибай Улу. Еркибай Улу, Айжигит. Но ему пророчили UFC. Я так понял, что типа Шамиль Зауров или там Хабиб, со школы Абдулманапа Магомедова, ему как бы так. Он же там с ними двигался. Да. В феврале 23 Я знаю, как года он дрался. В феврале 23-го года? 2,5 На года. Лашпрайде. Техническим нокаутом в первом раунде Нет, выиграл. как 2,5, в 23-м году же он. А сейчас 24. 1,5 года. 2 года, грубо. 1,5 года. Почти, да. Да. Февраль, да. Вот так. У меня вообще неделя была встреч. Я еще встретил вчера там покупали ребенку всякие товары, с Жинкой ездили в торговый центр. Ширтаева встретил. Он говорит, сейчас типа травму залечит, тоже хочет вернуться в Найзу. Иляман, если я сейчас скажу, одно время у него тоже был такой бзик. Но сейчас Иляман, который, вот, допустим, вернулся после долгого постоя, совсем другой. Мне понравился он. У него классное выступление же было, когда он дрался против с Альбази, тренера.
Как? Тренер по бразильскому джиу-джитсу, по вольной борьбе Чарльз Оливейра. Альвера. Да. Хороший поединок дал. Классный поединок был. Вот были такие бойцы, вот как Елеман Шартаев, которые вернулись. Ну, у него не было такой звезды, ничего, просто он как бы чуть-чуть уходил, приходил, в Алашпрайд пошел, его там то ли уснул, там что-то такое. Уснул и обратно вернулся, и вот подрался, и как бы восстановился, вышел такой, обратно на такую победную стезю и так далее, и так далее. Был такой боец Даняр Койшибек. Тоже там стал чемпионом, потом уходил куда-то, потом обратно пришел, там проиграл, сюда пришел, здесь что-то начал наворачивать. И вот последний бой у него с иранцем там хороший был, и еще где-то он подрался у нас с кем-то. Не помню, короче. Даняр Койшибек, по-моему, на этом подрался. Найза с Файтнетсом. По печени ногой нокаутировал. Вот, да, очередной бой, да, тоже хороший поединок дал. После этого... И вот, я не знаю, там, не в обиду никому, там, приехали в Караганду, и меня спрашивают, а почему нету Даняра Койшибека? Я говорю, не знаю, в смысле? Вот Даняр Койшибек, он в Караганде, там, аудиторию собрал. Я говорю, аудитория и так идет. Но если Даняр захотел бы драться, он бы мне бы там 5 секунд набрал бы, сказал... Нурбек, ага, я хочу в этом у них же там немножко другая же тема, да, по-моему, ситуация. Да нет. Совсем. Или нет. ты думаешь не так? Да ты что, у него, его тренер, Антон, это мой сослуживец, мы в один день с ним мастер спорта выполнил. У нас там, он мне может там любой день и ночь позвонить, сказать, если бы он захотел. Если бы он захотел, он бы мне позвонил бы, сказал. Это та же команда, где Олжас, да? Да, Аброй. Крутая команда. Антон, тренер этой, сооснователь этой команды, он крутой чел такой. Как боец, чемпион мира. А вот смотри, а у тебя есть что-то такое принципиальное, за что бы ты бы не вернул бы в лигу кого-то? Вот просто, если славятся принципиальностью своей, в принципе, с кем они расстаются, они обычно обратно не забирают. Знаешь, наверное, вот как раз-таки, я же помню, что раз говорил, в мире, наверное, для меня существует 2 лиги, которые можно назвать лиги. Это UFC и ACA, которые соблюдают рейтинги, которым в каждом весе держат бойцов. И, по крайней мере, в прошлом году, за этот год не скажу, у них было как минимум 2 турнира в месяц. Было? Сейчас нет, кажется, да? Сейчас они турнир в месяц будут делать. Да. Вот в прошлом году у них было так, и вот в этот момент они мне как бы не казались, а я считал, что это лига. Промоушен, да, мы все промоушены. Кто на каком уровне, не знаю. Естественно, UFC это лидер. А в плане там раскачки, там, популяризации вида спорта или человека, или там страны, или какого-то клуба, мы все стараемся, работаем над этим и делаем большую работу. Лига все-таки минимум 2 турнира в месяц должна делать. Потому что... Месяц? Да. Да ладно. Брат, смотри, у тебя образно 8 весовых... Ты, получается, отстаешь от этого, да? Конечно. Расписания? Конечно. Я же тебе из-за этого говорю, мы не лига. А что тогда вы? Промоушен. Проводящий. Подожди, ты это... окей, ладно. Сейчас... Что такое в твоем понимании лига, скажи? Вот я хотел у тебя спросить. Вот я тебе говорю, лига – это мероприятие, спортивное состязание, где определяется все время какая-то конкурентность, какой-то рейтинг, какой-то уровень бойцов. Так. А промоушен? Когда мы... промоушен – это от слова промоушен, промоутирует того или иного мероприятия или бойца. Продвигать. Теперь смотри, продвигать. Теперь смотри, если мы хотим стать лигой, у нас 8 весовых категорий, в нашем случае 9. Угу. В 9 весовых категорий у нас должны быть постоянные защиты, постоянное определение претендентов. А с 8 турнирами в год, даже с 12 турнирами в год ты это не сделаешь. Почему? Потому что как минимум один боец, он должен драться, как минимум 2 раза в год. Либо Чтобы надо делать... Чтобы это сделать, я посчитал уже, братан. Я посчитал, я выявил, сколько турниров в год должно быть. Сколько турниров в месяц должно быть, чтобы прокачать. Минимум у тебя должно быть 2 турнира в месяц. Либо делать по 25 боев, вот как и Ты же это твоя такая, твоя внутренняя субъективная, шкала. Это не субъективно, это... если ты моему... Почему не взять 2-летний период тогда? Почему ты взял 1 год? Давай возьмем 2-летний период. Потому что ты в 2-летний период влазишь нормально. Ты же берешь контрактные обязательства. Ты же подписываешь с бойцом контракт, где ты говоришь, на 2 года я тебе даю 6 боев. Так. И ты не успеешь. 6 боев на 2 года с ним не успеешь? Да. Не успеешь с 8... Если ты каждого бойца будешь учитывать в таком же контракте, ты не успеешь. Просто тупо. Тогда хорошо, но ты тогда, получается, полулига, полупромоушен? Я не говорю, что я лига. Я говорю, что я промоушен. Вот и все. Я не говорю, что... у тебя есть пояса.
есть защита. В каких-то, во всех весах есть... Половинка того и половинка того? Ну, нет, почему? Основательно, окончательно мы промоушен, который промоутирует того или иного бойца, то или иное мероприятие. Но назвать себя полноценной лигой, где у нас там везде, в каждой... Я же говорю, в мире для меня было две лиги. Теперь тебя я прослушал, короче, эту тему. Да, у меня было в мире две лиги, которые систематически проводили рейтинги. Но сейчас вот то, что мне Миша говорит, я не знал, но примерно замечал, что идет спад у ACA в плане проведения мероприятий. Если они проводили 2 мероприятия в месяц, все, они могли бы конкурировать как лига. Если они уже этого не делают, и делают... Сейчас, видишь, перешли на количество, увеличили количество Я боев. понял, да. Вот сейчас они 20 боев в карде проводят. Но это, конечно, не вечер. Это целые сутки турнирные. Там даже если, скажем, один бой... День, это весь турнирный день, короче. Не, смотри. Утром начал, вечером закончил. Вот тупо, смотри. Один бой по хрону идет 30 минут. Выход, заход, объявление туда-сюда. Если у них там, грубо, 3 или 2 титула, получается, у них 18 боев по 30 минут. Это сколько? Ну, считай, это 10 часов. Короче, 10 часов мероприятия. 600 минут. 10 часов мероприятия, брат. 10 часов мероприятия. Даже если это будет UFC вместе с One FC и с какой-то вселенной этой, никто смотреть не будет 10 часов. Вот я говорю, утром ты начал, вечером закончил. Что с боем Фаниля и Дамира Исмагулова? Есть какие-то определенные даты или договоренности? Как ты думаешь еще, кто победит? Я вам один инсайт скажу. Давай, Хотите? Полная за 69. давай. Они будут драться там? За 69? Сказать? Я жду. Да. Я обожаю инсайды. Давай, кто ждет, руку поднимите. Мало рук. Там зрители еще все руки подняли. Данченко подерется с Рустемом Кудайбергеновым за титул. Ёп ты гыдыть. Офигеть. Вот это, конечно же, офигеть. Очевидные вопросы. А с Макдесси что? С Макдесси ничего. Мы продавали билеты, смотрели на реакцию. Офигеть. Подождите. Никому не интересен этот Что это поединок. такое? Это же просто жесть какая-то. Подождите. Крупным планом его возьмите. Офигеть. У него инсульт. Дайте водички. В чем проблема, Сул? Вы очень рады этому или наоборот, очень расстроены? А Нет, чё ты- просто... А что ты выкаешь? Просто... Да он постоянно со мной на «вы». Эта толпа народу со мной агай, не агай говорит. Я сейчас Вот ты вдруг на агай. борьбу пошел. Ну, я хожу на борьбу, стал бороться опять. С пацаном борюсь с бородой. Ну, и такой больше меня, накачанный, короче, с бородой. Что-то боремся. Я говорю, тебе просто, я проигрывать стал. Я говорю, везет, потому что я старый человек. Он говорит, да, вы мне в отцы годитесь. Я говорю, в смысле не в отцы-то я тебе не гожусь? Это купи 15. Я 16 сказал. С бородой. Ну, борода, блин. 16 лет? Да, и реально я ему в отцы гожусь. Жесть. Что скажешь, братан? Ну, я просто... В шоке? Я в шоке. Ну, конечно... Мне кажется, шанс. бой будет. Это шанс, конечно, но... Жесткий бой будет, мне кажется. Вот, Сула, я как ты скажу, жесткий, Вася. Ну, шанс для Рустема это однозначно, но Кто фаворит, по-вашему? Что случилось? однозначно здесь фаворит Донченко. Тут вообще без шансов. Я не знаю. Я Дархан, клуб «Гладиатор», всех люблю, вообще уважаю. Тарас. Ну, может, на волосы Ну, что-нибудь поспоришь? Нурбек, заложись. Донченко просто же сейчас просто в офигеннейшей форме. А вот Знаешь, крайний поединок Рустема, то, что я смотрел, у него, конечно же, с бензинчиком вообще просто проблемы серьезные. Рустем был в карде, и когда я ему просто как типа в виде предложения сказал, он очень сильно обрадовался. И мне понравилось, что он, знаешь, как бы... Да там вообще Агай. пацаны без заднего. Он же Ай. хотел как раз после Алга, алга, говорит, алга, газ полный. боя с Иваном, он хотел же бой за титул, он говорил про это. Единственное, мне кажется, тебе надо заложить в этот раз все-таки какой-то бонус, сказать, что, типа, если кто-то из вас сможет туда срочить, то, типа, я там 500 тысяч тенге. Сегодня что-то Короче. будет. Там, Мне либо тоже тот, кажется, либо что там прям другой. будет заруба лютая. Друзья, Слушай, там будет жесть. покупайте мед Колхан, и будет бонус обязательно. Дари, знаешь что? Воду Сауру, мед Колхан, подписки, билеты. Вот, надо упаковать в один этот. Может быть, типа, бочку меда такую подаришь, Колхан, выйдешь? Кстати, вот кто-то же дарит сертификаты на 500 там этих энергетиков. Миллионов Да-да-да. долларов. Давай подарим на 100 там колханов, да? Тысяч долларов. 100 литров. Это, кстати, 700 тысяч тенге. Ничего себе. Вот бонус. Нормально такой.
Ну, хороший бонус. Годовой запас. И пускай продают, да? Кстати, давай. Это не на годовой, это на Да? 10 лет. Это по 2 Идут ложки. куда-то, Может. продадут, и как бы у них будет... Все, тогда готовь сертификаты на Готовь мед. 100... Вот, бонусами даем эти сертификаты на мед. 100 банок меда, это, как сказал? 700 тысяч тенге 700 тысяч тенге. Хороший бонус. Почти что 2000 долларов. Я думаю, нормальный сертификат будет сделать 10 сертификатов по 10, по 10 банок. По 100 Побольше тысяч? народу отдашь. Да, что ты, классно же. А так ты один только отдал, и все. А так ты 10 можешь дать. 70 тысяч тенге бонус? Не, просто А я чё? не знаю. Смотри, Классно Сул, же. Какая разница? Сул, я тебе скажу, какая разница, что в других боях мы не знаем, что будет, а здесь будут искры точно. Да вообще просто ты можешь кому угодно раздавать эти сертификаты. Представь, если он, Он хочет такой сертификат. если он твой спонсор или что-то в этом роде, Да, наш партнер. тем более, прикинь, 10 раз засветится его этот сертификат. Не один раз, а 10. Пусть будет тогда 9 по 10, 1 на 100. Компренда, амиго? По ложечке мед. Блин, я его ем. Точно будет нормально? Чего, что я так много кушаю? Без всяких Ты последствий. сказал 2 ложки, я уже съел 4. Вот я вот это, я тебя блин. поэтому и спрашивал. Ну, такой вкусный, что как бы готов рискнуть. Ну, смотри, осторожней. Причем производитель молчит. Нормально, что молчите? Ну, а что может быть от кокоса с Я первого? не знаю, сказали. Ничего Узнаешь плохого. через 3-4 часа. Я всегда читаю инструкции. Там указано по 2 ложки. Ну, Ну, с банки же. я съел 4 С уже. банки. А здесь сколько банок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Мне 10. кажется, это не так 20 работает. ложек. Нормально? Это не так работает. Я шучу, друзья. Короче. Что у нас О чем еще можно Ну, поговорить? Дархан, вот я хочу Нет, еще нет. Дархану сказать, да, про Дархану, да, это тренер Рустема. Для Дархана это, короче, прям реальный шанс. Большой шанс. Все может произойти. Все может произойти. У Рустема рука просто тяжеленная. Если он попадет, Дончика не устоит на ногах, это факт. Рустем одно время у нас был лучший нокаут года, по крайней мере, по версии наш боец. Он занимал пару лет назад на Брейве. Да, помнишь? Сцену, бах, иди сюда. Так что Дархану это прям большой шанс даже не для Рустема, я считаю, а для школы Гладиатор Тарас, для Дархана. Круто. Друбек, в итоге, что с Фанилем и Дамиром Исмагулом? Есть какие-то договоренности, может, даты или... Пока никаких договоренностей нет. Дамир, Фаниль бросил вызов. Я видел, Дамир Фаниль. поддержал. Мне понравилось, как это все там залетело. И при этом, при всем, он что сделал? Дамир, я так понял, хочет пораньше подраться. У него В январе хочет. Да. Ну, в январе у нас карда не Декабре, будет. У кажется. нас будет Авардс, В декабре хочет. Эвардс, и будет в феврале поединок. Я предложил, пока молчат. Как ты думаешь, что победит? Кто победит? Да. Ну, я думаю, там досрочно ничего не будет. Будет решением судей, скорее Окей, всего. окей. И, ну, знаешь... Только не надо говорить 50 на 50, вот твое любимое. Нет, тут, конечно, больше фаворит, наверное, скорее всего, Дамир, исходя из своего прошлого опыта, там, бывших полетов. Я сам с ним спарринговал, знаю. Но нужно учитывать один фактор. Если Дамир встречается с парнем, с Фанилем, да, который на подъеме, но про Дамира нельзя сказать, что он на подъеме. Вот Да. как бы ты его состояние описал бы? Я бы Мне описал кажется, бы, что его лучшие годы давным-давно если прошли. у него не спад, ну, я не скажу, что спад, но он как бы сейчас стоит на каком-то определенном уровне. А у Фаниля почему-то подъем. Они по возрасту, кажется, разница есть, да, у них? Дамир постарше, по-моему, год Старше? на 3. На 3, да? И вот я замечаю, вот то, что это мое субъективное мнение, что Фаниль сейчас на подъеме. Таком Да-да-да. небольшом, но подъеме. Да-да-да. А у Дамира нельзя сказать, что он на подъеме. Можно сказать, что он не то, что спад у него, но он на каком-то определенном уровне стоит сейчас. И такой поединок, знаешь, очень интересный. Я не знаю, что кушает Фаниль. Ну, прям бросает вызовы, так, знаешь, как бы Он же... в точку. Калган. Калган? Ну, скорее всего, это и придает ему мощь. Мясо он кушает. Конину. Любасик. Че ж ты все время поливаешь же этот, не тем, как бы этот. Мы же А чем он конину поливает? Конину? медом Чем он конину кормит? Медом.
В смысле, конец. Сулу мы заставим. Ладно, друзья, я хотел еще последняя тема. Молодежный чемпионат мира по боксу. Сегодня буквально я у Айдара Махметова увидел в Телеграме новость про это. Я не знал, что этот чемпионат мира идет. Наверное, Федерации бокса все-таки нужно больше как-то Ну, это же любители, они же не для зрителей типа делают. Не, ну почему? Вот как раз-таки почему сегодня там все некоторые олимпийские виды спорта там обижаются не обижаются, а как-то выражаются по поводу там ММА там, или других видов спорта, которые более популярны. Скорее всего, медиа в традиционных олимпийских видах спорта, оно реально как бы чуть-чуть узкое. И нужно прям, знаешь, как бы во всей... Вот ты едешь на чемпионат мира, надо... Ну, хотя мне нравится, что сейчас делает, да, там, Федерация бокса. Ну, реально поменялось, много чего поменялось. Сейчас, если смотреть на этот результат, мы обошли Узбекистан по медалям. Ну, в молодежке или юношах, да, там, хотя бы здесь, да, пока. И это уже хороший рост, это уже хороший подъем. Наши 5 ребят заняли золотые медали на чемпионате мира. Вот это же, знаешь, почему сейчас хорошо, что они занимают медали? Эти ребята – это будущее. Вот мы их не знаем, многих из них, а через некоторое время они заменят нашу олимпийскую сборную среди взрослых. И вот, может быть, та былая слава в боксе для Казахстана, она может вернуться, да, когда вот такой резерв есть. Да? Я поздравляю Казахстан, поздравляю Федерацию бокса с такой колоссальной и крутой победой на чемпионате мира. Кстати, из этих 5, кажется, одна девушка была. Ты просто сейчас так показал, ты говоришь, из этих 5, я думал, скажешь, 6 ели мед. Поэтому победили. Поздравляю, Асан-ага. Я еще хотел добавить, тоже, если раз про любителей заговорили, я вообще эту тему думал не поднимать, но сейчас, во-первых, будет АИГА по грэпплингу чемпионат, у них в этот раз $1 миллион призовой фонд. В Казахстане будет? По-моему, не в Казахстане. В следующем году. Да-да. И плюс еще будет турнир, мне вчера просто Иламан про это рассказал, будет какой-то турнир по грэпплингу. Ты знаешь, да, про это? Нет, я не про ИГУ сейчас, а другой какой-то турнир по грэпплингу еще будет, где тоже призовые, типа $1 миллион, что-то тенге в каждом весе, что-то такое. Слышал про это, нет? Тенге, наверное, $1 миллион тенге. Тенге. А турнир... Нет, я сказал, АИГА будет с $1 миллион, а еще один турнир. Они совсем недавно провели в Штатах. Видел, да, ты? Тульген провел этап Лиги чемпионов по грэпплингу АИГИ в Штатах. Не видел. Суперский турнир они там провели. Вот теперь в декабре у них будет 4-й этап в Астане. Угу. Туда можно загонять. Да, $1 миллион призовые. А еще какой-то, и второй какой-то будет турнир, он совсем скоро. Вот мне вчера Иламан просто рассказал, что типа все хотят сейчас грэпплеры. Там типа всех берут грэпплеры, дзюдоисты, и там submission only. И типа очень большие призовые. Я спросил, кто это делает, он говорит, я сам не знаю, но сказал, что типа всем выставили. На самом деле турниры по грэпплингу очень много. Это мажорные же. Что мне нравится у грэпплингов, почему мажорные? Да нет, это вид спорта весь мажорный. БЖЖ, грэпплинг. Ну, это для айтишников. Это мажорная тема, братан. Почему для айтишников? Не знаю, много айтишников ходит на... Вот я говорю, что я это заметил. Мажорная тема. Это Потому вид что по спорта голове не бьют мажорная. там, типа, хорошо же. Прикольно. Прикольно, что у них своя аудитория очень большая. Я вот боролся на турнире, не последнем, а первом турнире. В Алмате был? В Алмате, да. Заявилось 1000 с чем-то человек, 1500, они, кажется, сказали. В зале, я знаю, там 400 посадочных мест, полный зал, раздевалка переполнена, везде люди, некуда наступить ногой, толпа. То есть своя аудитория в грэпплинге очень есть, заинтересованная, хорошая. Отдельно по грэпплингу турнир проводить нет, но какие-то суперсхватки в рамках найзы, я думаю, стоит делать. Почему? Потому что есть аудитория. И такие схватки, там, допустим, вот я там видел, да даже элементарно там Резников, Пираев мы хотели в свое время сделать. Да не, по-моему, брат, это не... Нет, почему? Для интересно. Мне кажется, прикольно. Кстати, One FC делали же, да, такое? Там Ну, у них два брата всё, Кудрявых. да. У UFC вообще 5 видов спорта, чтобы ты понимал. Да, я к тому, что, ну, раз они делают, значит, есть Да какой-то и по деньгам, отклик. ну, в смысле, что по деньгам ты очень сильно скажешь, потому что там Пираева вести за $70 тысяч, там, и Артема тоже, не знаю, за столько же. Ты просто $150 тысяч на ММА это сложно найти на один бой. А так по грэпплингу можно дать там по 5, условно. Все, поборолись. Submission only сделать. Ну, типа, да, поборолись, все. Что такое сабмишн? Ну, вот, Только до болевых. до болевого. Не считается. Не по баллам. читался. Да, не по баллам. По Ты, баллам. ты как говорил, какое-то приложение ты рекламировал. Типа потом пока. Не похож название? Ну, там... OnlyFans и другое. Submission А, only. я вот
Думал, ты опять это пихаешь? Мишин Не, не. OnlyFans. Submission only. Сула. Старый, но все туда же. Куда туда же? Даже не знаешь, о чем мы говорим. Ладно. О болевых, думаешь, и удушающих. Окей, мне кажется, что Очень много много тем поговорили, сегодня да, обсудили. Вкусно поели, вкусно попили. Так что надо, чтобы постоянно у нас на столе что было. Надо. А, кстати, год кончается, он чуть Он поставит в конце года, стол будет тут. Кстати, у Жалгаса же через неделю бой. где? А, кстати, Октагон. да, в октагоне. В октагоне. Да-да-да. А какой спор был? Я стол накрываю, если Жалгас не попадает в UFC. И до вот, конца кстати, года. очень Миша, круто, что теперь у нас круглый стол. Представь, вот здесь все будет в мясе. Стол- Можно я сам меню закажу? Нет. Он же мне проиграл. Ладно, Миша закажет. Да, Сам только, сам. Сам. Миша, я посоветую тебе. на связи. Не, надо, знаешь, как бы... Я вот вижу так по фильмам там или где-то вот какие-то такие празднования, смотришь, виноград свисает, вот так, ну, прям стол Вот переполнен. так, что прям, да, было полно, с горкой. Я да? бы хотел, чтобы мясо свисало, не Не, виноград. ну, мясо тоже. Ну, просто мясо с овощами, с фруктами, знаешь. Фрукты девочкам. Да, не, ну, пускай будут. Девочек тогда надо сразу еще. Дай сахтасын. Да Да. ладно, Худай Сахтасын. Все. Ладно, промолчу. Друзья, еще раз повторим, что у нас огромное количество всяких классных соцсетей. Это YouTube, на котором вы сейчас смотрите наши видео, и Instagram, в котором мы выкладываем лучшие моменты с боев, и TikTok, в котором у нас огромное количество развлекательного контента, и наш сайт, на котором много эксклюзива. На все это ссылочки сейчас находятся на экране. Подписывайтесь, смотрите, поддерживайте любимых вами бойцов. Совсем скоро турнир Найза 69. Теперь вы узнали о новом бое, который его возглавит. Это Кудайбергенов-Донченко. Бой двух бескомпромиссных рубак. Очень интересно. Будут искры. Ждите нас через неделю. Пишите в комментариях, как вам этот выпуск, какие темы мы забыли обсудить. Обсудим их на следующей неделе. Ну и просто пишите, как у вас дела. Тоже будем рады почитать. Аривидерчи. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.